Так, Дуслар, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Короче, башка жерге, Wi-Fi үшін за интернет. Будем сегодня сидеть, бла-бла, короче. Справа TikTok, слева TikTok, справа YouTube. А у вас наоборот, наверное, так будет, не знаю. Короче говоря, мында салқын. Я притащил все максимально что-то на себя. Холодновато начнется быть кийина башлаймын, а так пока ояқна надо прикрыть, а то этот салқын бәрі дұрысын айтсам, шондайрақ хәл дуслар. Вот, будем бла-бла, короче, сөйләшергә мында. Башлыйбыз. Ну, я тему эфира назвал, короче, когда пойдем уничтожать Москву. Вот, давно эфир я не делал, сами понимаете, у меня с интернетом проблема. Сами понимаете, я донаты ни у кого не беру. Так что вот так, как ты, вот Алла бергеніне яшибыз, Алла бергеніне қанағат болабыз, Аллаға шүкір. Итак, что я хочу сказать. Не знаю даже, что будем слушать, смотреть. Вот я сейчас старый телефон, его подкручен под Bluetooth, как говорится. Колоночку притащил крайняк, если будет садиться, мы его подзарядим там в дальнейшем. Ну, шундыхать, короче. Пока это нормально. Потом будем заряжаться, зарядка рядом, аккумуляторы есть. Все, Аллаха шикар, короче. Пошли бы. Так, надо мне закинуть, наверное, в этот. Сейчас я не могу подключиться, мне надо. Вырубленный Wi-Fi. Здесь другой Wi-Fi, а там другой. Тут Welcome, а там Resident Wi-Fi, и поэтому как бы вот такая ситуация. Но будем набирать людей. 11:20 время, 11:20 начинаем, так сказать. И то, что, так сказать, нашумело дегенкебек, сейчас у нас что происходит? Происходит, что последний видос, вы видели, наверное, как менты наехали на Бурятку. Можно с этого начать, можно с другого, но более такие, да, ведь нашумевшие, так сказать, можно озвучивать, потому что, я думаю, с них будет удобнее начинать. Как-то так. Так, сейчас мы начнем потихоньку. Пока один человек в Ютубе только, пока, как говорится, наверное, он, так сказать, тихо едет, дальше будет вот как-то так. Быстренько начнем. Так. Ну, надеюсь, выйдут люди, которых надо будет или не надо будет делать по комментариям он автоматом выйдет или нет, не знаю, ставить кого-нибудь под комментарий или нет. Как-то так. Ну, если сейчас набеги начнут узкожопую опять устраивать свои тупые, короче, чуть-чуть начинайте с ними общение, не сразу все блокируйте. Сейчас этот братан, если он свободен, выйдет, я как бы кого мог предупредил, я в Telegram только могу предупреждать, да? Поэтому как бы... Но я уже как бы закинул это видосик себе в YouTube. Будем говорить, слушать, не знаю, это работает. Сейчас что-нибудь прослушаем. Прям с моего канала можно послушать его. Ну-ка, что говорится тут? Жуткая история в Подмосковье. Бурятку вечером остановила полиция. Менты намерили руки. Подключусь под этот чёртовый колонку, короче. К1, да? Bluetooth connected. Ага. Есть контакт. Полиция. Менты. Так. В Подмосковье. Бурятку вечером остановила полиция.
Менты заломили ей руки и ударили по голове. Я им говорю, вы полиция, вы должны, наверное, защищать нас. Я же тоже человек, я тоже гражданин Российской Федерации, чего тоже слышала. Езжай в свою бурятскую Россию и сиди там, заткни свой рот бурятский, говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка, что я сосать должна, что я сейчас пойду снег желтый убирать. Оскорблять начали нашу нацию. Да ваши бурят на СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я сейчас не спать не могу, не кушать, ничего не могу. Меня трясет. Я не знаю, что делать. Однофамилица главы Бурятии Цыденова провела в отделе 20 часов только потому, что она бурятка. И власти Бурятии никак ей не помогут. Они поддерживают русских, а не бурят. Жуткая история в Подмосковье. Бурятку... Давайте вот теперь развернуто будем разговаривать насчет этого. Нәрсе айтырга можно мында. Мында мы уже как бы по всей этой пидорасии поняли, курдык битинде, кого они гнобили изначально. Узбек, таджик, кыргызны. Кыргызларга наезжали узкие глаза и так далее. Потом, само собой, переходило это на Кавказ. Кавказ никогда не останавливался. Потом оно переходило башкортларга, тоже узкие глаза. Потом уже, как вот мы сейчас видим по видосику, переходит уже к Бурятии. Почему? Потому что Бурятии, на самом деле, если мы так посмотрим, нет людей, которые могли бы за себя постоять. Там одни манкурты остались, которые орут вот здесь. Я в прошлом году говорил в своем эфире, есть одна овца, здесь в Германии живет, блядь, которая говорит, блядь, мы с русскими будем жить. Нормально, типа. А она топит за Навальнюгу вот эту сраную, блядь, жену навальниста вот из этой компании. Поэтому мы понимаем, что в Бурятии за себя постоять уже нет никого. Я не говорю, что нет мужиков. Мужики есть, манкурты. Башкорт белән татарга остается положение разруливать ту сторону. Почему я постоянно вам говорю, что та сторона тоже в нашей компетенции? Почему я, когда делю карту, я хочу хапнуть и Тюмень? Понимаете? Почему я хочу эти границы разделить только с казахами? Потому что мы те, которые можем и за них постоять, и за себя постоять. Поэтому мы должны, обязаны, не то что там, блядь, должны, а обязаны, блядь, бурят, блядь, саханы подтянуть под себя. Я в своих эфирах еще раз вспоминаю, говорю, чтобы 1000 раз не говорить, говорю иногда. Бурятию и Саху мы в Китай не отдадим. Вот имейте в виду, вот это прям себе зарубите куда-нибудь нахрен, что мы Китаю ничего не отдаем, пока не разберемся внутри этой пидорасии после захвата Москвы. Пока мы это все не раздебем сами, пока мы не поймем вкус независимости, никому ничего не отдавать. Но в этот момент мы, вот еще раз, чтобы голословно не было, еще раз повторюсь, Приморский край за оружие, за технологии, за дружбу, за бисмилля, ради Аллаха, вот за все это отдаем Японии. Вот Японии мы отдадим, чтобы они перешли на нашу землю, ближе к нам, были ближе к нам. Почему вот несколько дней я загружаю про Японию и так далее. Вот просто залетает оно. Почему я загружаю? Почему? Потому что Япония, она технологически на много раз, блядь, круче, да, блядь, нахуй, этого ебучего Китая. Понимаете? Это раз. Во-вторых, по человечности, мы, как знаем, по мечетям и по исламу, первый ислам туда принес, вроде бы, если не ошибусь, из Башкортостана, то ли татар, то ли башкирт. Вот эти наши предки туда повезли ислам. После этого вы должны понимать, что
ну, даже можно гордиться этим, наверное, потому что все-таки мы, альхамдулилля, мусульмане, и мы должны это каждый раз повторяться, куда и кто привел ислам. Поэтому мы, исходя от этого, мы должны, полагаясь на это, действовать по исламу. Значит, получается, без Рәсәйдән жерлерні тартып алғаш, біз обязательно японларға бұл жерні Приморский крайда, мен 2 ел, блядь, отдал, грубо скажем, жизнь свою, 2 года в этих ебучих местах служил, блядь, 2 года. И я уверен, блядь, эти места вам не понравятся, блядь. Мне не понравились, честно. Вот я родом с Узбекистана, я вот в Узбекистане жил, альхамдулилля, в Башкортостане живу, ну сейчас не там, альхамдулилля. А вот те приморские края, это не наше. Вот сейчас тоже, вот я сейчас возле воды живу, это не наше. Блядь, вот эта сырость, вот эта, блядь, какая-то ебучая погода, это не наше. Мы привыкли мороз, блядь, или там челя, блядь, в Узбекистане, или, в конце концов, тепло, блядь. Но не такое хуйня, как в Приморском крае, или там вот сейчас в этом, блядь, краю, на этом краю моря. Получается, прикиньте, Аллах Та'аля меня... Тот край киданул меня во время армии, и теперь в этот край меня киданул. То на этом полушарии моря оказывается, то на том полушарии моря. Понимаете, я туда-сюда живу. Вот если так сейчас подумать, я думаю, если 5000 было до Уфы с Уссурийска, то до Москвы было 8, в итоге получается какими-то козьими тропами 8 почему-то, может 7, я не знаю, может я путаю, блядь. Короче говоря, вот до сюда вот точно, я думаю, 8000 километров. Вот сейчас я стою, блядь, с этого края, 8000 до этого Уссурийска ебаного, блядь. Поэтому, исходя от этого, мы можем смело говорить, что эти земли мы Японии должны передать. Перезаключить все договора, всю хуйню, само собой, в первую очередь, технология, в дальнейшем дружба и оружие, чтобы уничтожить Москву. Поэтому, блядь, нам нужно обязательно иметь, так сказать, какой-то негласный, гласный приоритет к японцам, что вы помогаете нам всем, чем можете, мы вам землю предоставим, иншаллах. Главное, дайте нам, блядь, разъебать Москву, и чтобы мы после этого чуть-чуть себя придем, и потом поедем, вот, иншаллах, все вот эти группы людей, если я живой останусь, я тоже поеду, и все вместе должны будем поехать и разрулить эту тему, блядь, прям метр на метр, этот ебучий Приморский край, посмотрим сколько, поделить его, поверху посмотрим, через Сахой будем разговаривать, якутами поговорим, туда-сюда, и Сахалин тоже им нахуй отдать, блядь. Не нужно нам нахуй нихуя. Поймите одну вещь, без Камбомимес мы не обанкротимся, не обеднеем, нам нахуй это не нужно. Если Екатерина Пидораска в свое время отдала, блядь, Аляску, и мы нихуя не обанкротились, и Америка, блядь, до пизды нахуй не разбогатела. Блядь, от Аляски, как говорится, нихуя толка нету, блядь, отдали, ну и хуй на них. Исходя от этого, это не наша, блядь, земля, во-первых, блядь. Поэтому Приморский край тоже не наша земля, но в нашей компетенции, потому что мы из этой пидорасии, блядь. Когда мы возьмем свою, блядь, нахуй землю, иншаллах, Башкортостан, который, я всегда говорю, огромный будет, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, это все примерно будем туда-сюда моросить, короче, между нами, чтобы, главное, были казахи и мы. Между нами никого не должно быть. Только мы, между нами все мы должны быть только, понимаете? Никого узкожопых не должно быть. Вот как-то так. Поэтому я считаю, что... Так, мне кажется, тут есть кого закинуть? Ну-ка, кого знаю тут. Что-то я не понял, блядь. Сейчас, секунду, извиняюсь. Вот здесь какая-то мразь моросит. Сейчас я его блокану, блядь. Пидорасы, блядь, узкожопые ебучки, блядь. Повылазили. Ткачука нахуй идите, блядь, хуй сосите. Только вытащите из жопы только, где он там ебется, блядь. Так, будем блокировать пидорасов. Так. Есть кто тут свои? Нет? Есть тут свои. Я поставлю вас этими, чтобы просматривали этих гондонов, которые одно и то же кидают, блядь. Пидорасы, блядь. Сейчас заблокирую всех.
Извиняюсь, сейчас продолжим. Так, сейчас, ублюдков заблочу, ублюдков. Так, за щеку вы, пидорасы, будете сами брать, иншаллах, когда мы зайдем, как говорится. Мы будем давать вам, блядь. Татары, башкорты, дагестанцы, ичкирийцы, все вам будут, блядь, за щеку давать только так, нахуй. Так что, блядь, чистите рот почаще, ладно, блядь? Вот так, блин. Так, сейчас. Сейчас мы заебеним вас всех, блядь. Заебали уже, блядь. Так, свои есть? Свои есть? Кто тут есть? Ace Flow. Я не знаю тебя, братан. Так. Привет, Башкортостан. Салям, Башкортостанга салям, Татарстанга салям, Узбекистанга салям, казахларга салям. Так, короче, я не вижу этого брата казаха, короче. Ладно, когда он вылезет, этот, надеюсь, он будет этим, тут зачищать это все дичь, короче. Это турдом, блядь, я не успеваю. 259 человек сидит, блядь, охуеть. Так, ну, вы суть поняли. Короче, бурятам, Саха-Якутии мы должны помогать обязательно. Другого варианта нет. Вы не думайте, что они сами могут что-то сделать. Им тяжело будет. Мы вот рядом будем стоять, иншаллах. Когда между буряты, тувинцы, Саха-Якутия, это 3, там, может, 4 нации чуть-чуть. Ненецы, там наверху весь Башкортостану зайдет он, ненецы там возле моря, где новая земля. И тут вот это Тюмень, вот это все наше. Там, блядь, других наций и нету. Ну, где-то, может, еще какая-то нация, если я забыл кого-то, блядь, без обид, короче, не знаю всех. Ну, там нету. И вот это еще ебучая земля еще есть, еврейская, автономная. Фу, сразу нахуй его, блядь, сразу. Кисербашка, блядь, нахуй. Сразу нахрен. Еврейская автономная сразу заебенит нахуй его, посмотреть, чья вообще земля она была. И разделить его кто там по соседству, блядь. Явно, наверное, еврейская земля, это, блядь, захапанная, блядь, от бурятов и Саха, блядь. Из Сахи и Бурятии, там, я так думаю. Алтай, еще Алтай есть. Алтаю там дать то, что сколько можно. Потом еще вернуть Монголии земли еще. Вот то, что захапано, блядь, Улан-Удэ, Муде, короче, я не понял. Улан-Батор и Улан-Удэ, какой-то из них. Там тоже это захапанные монгольские земли, я так думаю, сейчас не могу точно сказать. Их тоже вернуть Монголии, понимаете, вернуть Монголии. И, само собой, ну это потом отдельная тема, Азии, уйгурскую всю землю, потом мы будем уже с Китаем бодаться. Если они по-человечески не будут отдавать, чтобы уйгурларна жері мустақил болмай тұрған болса, мы к ним уже сами наведуемся, как говорится, когда у нас будет независимость. А ополчение мусульман станет, начиная с Татарстана, заканчивая Ичкерией и заканчивая Афганистана, пойдем мы им, блядь, нахуй, конкретно, блядь, или мечом, или просто добрым словом. Или они по-хорошему отдают, или пизды получат. Вот и все, по-другому никак. Вот, поэтому я считаю, что издевательство над этой женщиной, это, ну, вам сказать, не первый раз. Вот, от Бурятии первый раз, почему мы слышим, потому что раньше они не поднимали, раньше не было этих каналов, не было Лига свободных наций, не было ничего этого, понимаете, да? Поэтому она смогла это сделать, потому что она поняла, что нужно обращаться только сюда. Или что-то в этом роде. Куда она дает интервью, я не знаю, откуда это оторвано это видео. Но, по крайней мере, загрузили Лига свободных наций показать всем, что вот эта дичь, так сказать, ментовское, блядь, вот это, да, ведь, как и во время Сталина было, и оно и есть, и при нас оно было, вот это все гопстопники, блядь, вот это не закончилось, понимаете? Вот я всегда сравниваю, что не сглазить, сравниваю вот эту Европу и ментов, блядь, этой пидорасии, особенно Москвы. Они же нацисты там, блядь, ментовки
только туда идут нацисты, которые, когда мне пишут тут узкожопые мрази, обижены, что ли. Вот именно вот эти московские менты ваши, москали ебучие, это вы обиженные, понимаете? Вы обиженные идете на эту сраную, как говорится, работу. Понимаете? Грабить вот этих ваших любимых чурок, грабить всех, кого можно грабить. Вот поэтому вы туда идете. Ваша зарплата от силы 20-30 тысяч, блядь, было, блядь, в свое время. Ну, сейчас, может, 50, блядь. А остальное вы набегами кидаете, вот захватываете всякие стройки, там еще что-то, на улице останавливаете, ГИБДД, да все, вот это ментяры ебучие эти, вы никогда нахуй не будете людьми, блядь. Это прямой, блядь, шайтанское общество, блядь, которое, блядь, живет, блядь, на чужом горбу, блядь. Вас мы будем просто уничтожать, блядь. Пригожин не доехал, мы доедем. Мы, иншаллах, доедем. Пригожин, мать вашу, тоже какой-то был долбоеб, блядь, на самом деле. Поэтому мы не из этой категории, блядь. Нам какой-то Васька, нахуй, Лукашенко нас не позовет. Если ты даже позовет, он заебется, нахуй, потом плюваться, нахуй, харкаться кровью, блядь. Если он вдруг нас захочет позвать к себе, блядь. Мы к нему сходим тоже, наведаемся, блядь. Москву, блядь, возьмем, Лукашка сразу сам, блядь, дрыстанет так, что, блядь, мы не знаем, куда он потеряется, блядь. Да поэтому я про Беларусь даже не говорю, блядь, и не заморачиваюсь Беларусью, блядь. Беларусь пшик нахуй, блядь, на карте, блядь, даже, блядь. Надо будет, нахуй, его отдадим Украине, блядь. Пусть будет огромная Украина, блядь. Беларусь, нахуй, похуй вообще, блядь, до Беларуси, блядь. Если на то пойдет, блядь. Возьмем и отдадим Украине, нахуй, Беларусь, блядь. Если мы сейчас соберемся и уничтожим Москву, так и произойдет, понимаете? Вот так и произойдет. Что-то надо, блядь, отдадим, нахуй, Литве, Латвии, если Беларусь тоже урвала там, я знаю деревни, я был в Беларуси, крайние деревни, это Латвия и Литвы деревни. Это Беларусь ебучая, блядь, оторвала себе, блядь, во время СССР, блядь. Поэтому как бы там тоже можно посмотреть по карте и латышами, литовцами попиздеть и отдать это тоже, блядь, земле, европейской земле. Вернуть, блядь, вернуть. Потому что я до края Белоруссии был, было дела, блядь, по краям Белоруссии ходил, блядь, было дело. И я знаю, что, блядь, нахуй там конкретно все деревни, блядь, пиздец литовские были. И названия литовские, и латышские, блядь. Поэтому как бы там, сука, блядь, дичь нахуй. То, что Беларусь такая огромная, блядь. На самом деле она тоже, может, была маленькая, нахуй. Урвали сколько могли во время вот этой ебучей войны, блядь. СССР, блядь, Сталин, блядь, вся хуйня вот эта. Так, пойдем уже, короче, по новой теме, так сказать, что будет. Ну, как обычно, будем читать наши свои дела. Если есть что-то интересное, почитаем. И дальше обширно будем смотреть, блядь. Так, всяких уебков буду блокировать. Я что-то не могу найти никого здесь. Свои есть тут или нет, блядь? Biznikilar bormi yo'qmi? Kimni qo'yib qo'yay nimaga SMSlarni o'chiradiganlarni? Kim bor, kimlar yo'q? Так. O'chirib tashlaymiz otib o'rtoqlarni, mashinani hammasini. Itdan bo'lgan o'rislar, mama yo'bi узкожопые. Не дрочите, блядь, пишите нормальный чтобы пишите нормальный вопрос, блядь. Хуйню пишите, тупорылые овцы, блядь. Пишите нормально, я буду прочитывать ваши какие-то доводы, блядь. Пишите, блядь, по-человечески, нахуй. Хуйню пишите, пидоры, блядь. Иванушка, иди нахуй отсюда. Ублюдок, блядь. Давайте, не буду читать, ебал я ваши комментарии, нахуй. Не пишите нахуй вообще, идите нахуй отсюда. Не для вас это, блядь, вообще веду, блядь, канал, блядь. Ублюдки, вас же мы уничтожить хотим, нахуй вам это вообще смотреть, блядь. Идите, вазелиньте жопу, нахуй, и рот чистите, ладно? Будем вас, блядь, ебать, блядь, в эти щели, твари. Так. Тема пошла. Запад придумал, как законно изъять замороженные российские активы. Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в Федеральный суд США о взыскании с РФ обязательств по облигации Российской империи. Иск на 225 миллиардов долларов против Российской Федерации, Российского Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния базируется на требовании признать за нынешней Россией обязательства по облигациям
Советской империи, выпущенной в 1916 году, нихуя, блядь, 110 лет назад, естественно ставит, что задолженность по бумагам может быть погашена за счет суверенных активов России, заблокированных из-за санкций после 2014-2022 года. Займы царского правительства не были возвращены западным кредиторам из-за революции 1917 года. Большевики отказались платить по долгам прежнего режима. Вы хотели правовое обоснование изъятия путинских активов? Получите. Альхамдулилля, альхамдулилля. И тут добавим свое. Смотрите, я еще раз повторяюсь. Украине мы нихуя не будем платить, блядь. Все, блядь, и возьмем, когда Москву пойдем, блядь, нахуй ебашить, тогда вот то, что найдем, посмотрим, блядь, какие, блядь, суммы там у украинцев будет, блядь, за это всю, блядь, нахуй серую зону. И вот оттуда, нахуй, вычерпаем все, блядь, бабосы и отдадим Украине. Нихуя, блядь, Башкортостаном, Татарстаном вы копейку не получите, блядь, нахуй. Сассандра, блядь. Мы вам нихуя ничего не будем давать. Даже и Ичкерия, Дагестан тоже мы ничего не будем давать, нахуй. Никакой регион не будет за эту войну давать. Мы дали своими людьми. Наших людей сейчас уничтожают. Поэтому, нахуй, тамам, нахуй. И эта тема закрыта. Поэтому я еще раз говорю, блядь, в Украину, блядь, копейку не дадим, блядь. Я еще раз повторяю, украинцам, 1000 раз говорил, блядь, давайте пойдем ебашить Москву вместе. Вы нихуя не хотите организоваться вместе с нами. Под вас мы не будем подстраиваться, имейте в виду. С вас только я говорю, блядь, постоянно, мы хотим оружие и территории. Все, остальное не ваше дело. Мы куда будем ебашить, это наше дело, блядь. Наше дело, блядь. Вы не можете, нахуй, по Москве ебашить. Мы можем. Сколько вы будете, блядь, очковтиранием заниматься, блядь? Заебали, нахуй. И нас заебали, и себя вы заебали. 4 года, блядь, нахрен, эта вся дичь происходит, блядь. Я уже не знаю, когда это закончится, блядь. Сколько, блядь, башкиртов, татар уничтожили, блядь, в этой хуйне, блядь, вашей, блядь. Вы, по идее, блядь, нахуй, все виноваты, нахуй. То, что наш народ умирает, блядь. Не то, что там они идут, блядь. Они идут принудительно, блядь, нахуй, если на то пошло. Они идут, нахуй, не по своему воле, блядь. Одни идут, то, что они манкурты, другие идут, нахуй, попадос, блядь, третьи идут, нахуй, с тюрем, блядь, четвертые идут, блядь, за деньги. Вот эта система, понимаете, блядь? Поэтому, исходя от этого, блядь, если бы вот этой хуйни, блядь, не было бы, блядь, растягивания, блядь, по ебашению, блядь, по Москве, блядь, мы бы уже, блядь, давно в течение года закончили бы эту войну, блядь. Понимаете? В течение года, блядь. А вы просрали еще вдобавок 3, блядь. Год хуй с ним было бы с нами, и 3 еще добавили, и 4. Вот пошел 4-й год, блядь. Грубо говоря, на 5-й, блядь, скачок к 5-му это называется. Скачок к 5-му, блядь. И это, блядь, это, сука, ненормально, блядь. Понимаете, блядь? Что это нахуй, блядь? Что, всю жизнь воевать будем, что ли? Так тут, блядь, башкиртов не останется вообще, блядь, в Башкортостане. Что за хуйня, блядь? Мы должны... всем вот башкиртам, татарам тоже еще раз говорю, мы должны собраться, самим уже разобраться, блядь, с этой хуйней, блядь, с Москвой. Нам никто все равно, блядь, нахуй помогать не желает. И вы это должны осознавать, это должны понимать, блядь. Присоединяйтесь, блядь, за мной, со мной, вместе и борып Москваны сыгып дум кайтырып кайтырга, блядь. Башка илажы yok, башка yok, блядь, bir nende yol yok mында, блядь. Мәскәүне генә, блядь, дум кайтыргач, бездә бөтенләй бер килеп чыгачак, блядь. Бер төне без кайтабыз, монда генә йөрмибез, блядь, өйдә яшибез, насыйп булса әле яшәргә яшибез, Мәскәүне дә дум кайтырабыз, тире кайтабыз, үлмәсбез, Алла берсә. Вот это, понимаете? Понимаете? Ну, как-то надо делать, блядь. Я хуй знает. Так, самая мусульманская страна Европы ведет последовательную политику ущемления прав мусульман. Это ОРФИ, если что. Я-то думал, блядь, нахуй, где-то, блядь, в Европе поймали что-то, блядь. И где это? В лидерах России в европейской части страны проживает более 17 миллионов мусульман. Понимаете? 17 миллионов 180 тысяч мусульман в России. Потом только идет Турция, потом Азербайджан, потом Германия, потом Франция, 6-е Kingdom,
Англия, Италия 7, 8 Босния, 9 Косово, 10 Испания, 11 Албания, 12 Казахстан, что так нахуй мало, 13 Нидерланды, нихуя себе Нидерланды 13, 14 Булгария, 15 Бельгика, 16 Швеция, 17 Австрия и 18 Швейцария. Правильно сказал? Швейцария. Короче, 18 Швейцария. Это я так коротко, блядь, внутрь уж не будем заходить, блядь, более сильно. Короче, вы поняли. Первое место мусульман в этой пидорасии, оказывается. Прикиньте, блядь. Это же наша земля, мусульмане. Очнитесь. 17 миллионов. Миллионов или миллиардов? Так. 17 миллионов. 17 миллионов, туганлар. 17 миллионов мусульман. Мы должны, блядь, Россияны дұн қайтарыға, аңлайсызмы? Мына шулай бір штуктан тізіліп боссақ та, блядь, бүтінісін, блядь, сігәләбіз бейт, бүтінісін дұн қайтара аламыз. 17 миллион мына былай тізіліп боссақ, круговой хоровод ойнатып, Мәскеуіне барып дұн қайтарыға может біз. Очередьлейбіз Мәскеуіне, по очереди. Давайте по очередь киданем Москву, а? Всех депутат, блядь, всех, блядь, Ткачуков, блядь, всех, блядь, гей-парад, блядь, устроенным, блядь, на забег голубых, нахуй, депутатов этой пидорасии. А во главе будет путиносос, блядь. Это нормально же? Так, идем дальше. Ну вот уже здесь вот. Теперь в тексте прочитаем. То, что бурятки говорили. Ну, здесь уже как бы в текст есть. Бурятская мразь, иди молись своим бурятским богам. Подмосковная полиция издевалась над уроженкой Бурятии. Ну да, притом в Подольске. Подольск, блядь, это же моя зона, так сказать, была ответственности. Пидорасы, в Подольске такие гниды. А в Подольске я всегда думал, блядь, нахуй, да хуя хохлов, блядь. Подольске пиздец, это хохлядская зона, по сути. Ну, значит, блядь, нахуй, что-то хохлов выгнали, блядь, узкожопые понаехали, значит. Там же там же такая зона, блядь, Подольск. Вся, Климас, Подольск, блядь, зона хохлов, блядь. 8 января в Подмосковье полицейские остановили уроженку Бурятии Марию Цыденеву. Самое интересное, блядь, Мария. Имя и семляра не бурятский, блядь. Пиздец. Крестанули. Она возвращалась домой с дочерью и была без паспорта. Ситуация быстро накалилась, когда женщина спросила о причинах проверки. Марию скрутили, ударили по голове, нихуя себе, и спине, и увезли в отдел полиции. Удерживали ее около 17 часов, нихуя, блядь, больше 3 не имеет права. По словам Марии, там продолжалось избиение, унижение. Полицейские оскорбляли ее по национальному признаку, называя бурятской мразью и бурятской подстилкой. Нихуя мрази. Когда женщина спросила, за что так с ней, полицейские ответили: все буряты скоро сгинут, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам. Врачи зафиксировали побои ушибы головы и груди, кровоподтек плеча, нихуя себе. Мария подала заявление, про которое Следственный комитет, о случившемся известно властям Бурятии. Еще одно напоминание о том, как в России на деле относятся к коренным народам. Унижение, насилие и полная безнаказанность тех, кто должен защищать. Оңнадығыз енді, башқұрт татарлар бар ма мында? Есіңізде болса, тегілігіна, блядь, одна мразь узкожопая орала. Что там, грязный башкирт там, или там узкоглазый башкирт что-то орала в окно себе на кухне, блядь. А ты-то что, свой, говорит, блядь, своему мужу, манкурту, блядь. Это за хуйня, блядь. Үзімізде да, блядь, нахуй, шундай хуйнялар болып тұра аласың. Сіз ойлайсыз нәрсе, болмай міне. Была, еще как была, блядь, нахуй. Мұны просто огласку дали. А біздікілер, ярар енді, кутағым ярар, блядь. Ярар түгіл, блядь. Барып, нахуй, ауызын ярырға аларны, блядь. Понимаете, блядь? Күтіне, нахуй, швабры тығығыз, блядь, шунды. Вдруг, блядь, Башқұртстанда, Татарстанда шундылар баш көтерсәләр, блядь. Мен гүз айттым бит енді сізге, блядь. Сколько вы будете сидеть, блядь, сколько будете молчать, столько вы будете унижены, блядь. Вам что, приятно, что ли? Вы что, кайфарики унижаться, блядь? Мен оңнамен, блядь. Мына мында, блядь, айтам бит мен сізге инцидент свой. Давайте вот
сейчас я это закину к себе тоже, блин, как говорится, распространение пусть будет. Мен сізге айтам бит енді, мында, блядь, пытался уебок один, так сказать, на меня как подействовать, так сказать, со своими, блядь, вонючими сигаретами. Вот здесь, блядь. Мен сізге 100 марта айтаман, блядь, мен гәп көтере алмайман. Блядь, мен вот не знаю, блядь, то ли у моего это узбекское, не знаю. Татарское, башкирское, наверное, нету в этом. Наверное, все-таки узбекское здесь идет, блядь. Гәп көтере алмайман, блядь, он курит, блядь, в комнате. Что за хуйня, я говорю, блядь. Сосед мой, блядь. Я ему чуть ебало не разбил, блядь. Ебанутый, я говорю, раз сказал, два сказал, блядь. Гондон, нахуя ты тут мне, блядь, делаешь туман, блядь. Туман, блядь. Просыпаюсь в тумане, нахуй. Ежик в тумане, блядь. Я охуел, блядь. И потом я ему та-та-та-та, поэтому он с гондон притащил 5 охранников позвал. Было югрып, арганлар, 5 охран югрып келген, блядь. И все турки. Охранники все турки, блядь. Блядь, я говорю, пиздец, нахуй. Я говорю, или его уберите, нахуй. Я уже на узбекском им начал говорить. Или моно көтні олейлар, нахуй, дедім. Или мен оны әміні чықараман, дедім, блядь. Вы заебали уже, дедім, блядь. Men dedim, nasha purushlar bilan, nasha chekuvchilar bilan yashamayman, нахуй, dedim. Tushunmaydi, блядь. Поэтому я и вам говорю, блядь, если вас по данным на каком-то, блядь, основании, блядь, начинают прессовать Башкортостана, Татарстанда, это каждому касается. Всем, кто приехал, даже всех, собрались, блядь, нашли и раскутачили. Нашли и раскутачили. Бір проблема yok мында. Мында yok проблемы, блядь, нахуй, их раскутачить, блядь. Просто, блядь, нахуй, если в этот момент вы, так сказать, внезапно произошло, не поняли, в следующий раз выцепили этого уебка, блядь, и ёбнули нахуй. И все, блядь. Не надо, блядь, церемониться, тормозить, блядь. Не надо, блядь. Куркарга не надо, блядь. Хуярьте нахуй. Если уж дохуя дохуярили, билет и домой нахуй. Чтоб не посадили вас. Ну, зато, блядь, по-мужски бітірігіз, блядь. Не надо церемониться с ними, блядь. Сігігіз, куегіз, китігіз, нахуй. И все, блядь. Можно еще кутына, блядь, флаг тығып кетерге какой-нибудь нарсакейский. Разноцветный. А по-другому никак? Так, сейчас, блядь, куда я попал? Сейчас, секунду, вернулся я. Ну вот, что происходит? Ну, дальше идем. Мачадо действительно подарила Трампу свою Нобелевскую медаль. Знак признательности и уважения. Это просто анекдот какой-то. Что за мочалка нахуй? Какая-то мочалка, Мачадо, блядь. Моча какая-то, блядь. Подарила что-то, блядь, сука, Трампу. Знаешь, хуйней маются, блядь. Ну и пусть в рот ебутся Венесуэла, блядь, нахуй. Нам нахуй до фини, блядь, до этих земель, блядь, нахуй. Пизду, блядь. Тоже какие-то там, хуй поймешь, блядь, многобожники, блядь, сектанты, хуй поймешь, кто они, блядь, там, крестоносцы, блядь, дичь нахуй. Короче, не надо переключаться на другие какие-то контингенты, дуслар, блядь. Bizne ishimiz nahуй, muhim. Boshqirdiston va Tatariston ozodligi bizga kerak, блядь. Maskovnigina sigirga shuning bilan konsentratsiya только shu bo'ladi bizda, блядь, понимаете? Onda bir narsa bo'ldi, bunda bir narsa bo'ldi, nahуй это нам надо, блядь. Дичь какая-то. Ну, поржать можно, ха-ха половить можно, блядь, а так нахуй. Вот самое интересное, блядь, что-то Адамчик, блядь, крякнул, что ли. Адам Кадыров попал в аварию в Грозном, блядь. Ой, блядь, бишара балакаем, оузана сыгим, блядь. Ну и что с этого, блядь, нахуй? От этого нам что, тепло, холодно, блядь, нахуй. Айталар бит, отан кылган ишни өзің olmasang да может, но отасы olmay. Баласы ола. Понимаете? Мана шу дункайып қайту, мана шу была инду, блядь, нахуй. Бумеранг вот это и есть, блядь. Отаң қылған буқны сен дейсің. Отаң емейді. Отаң нәргі дүнияда ейді. А бұл дүнияда сен аминге кіресің. Вот это вот вам на лицо, блядь. А что, нормально? Долетался, добыковался, докайфаривался, блядь, нахуй. Там вся хуйня. Об этом пишет чеченский оппозиционный канал НИСО. По их данным, кортеж с сыном Кадырова на большой скорости врезался в несколько машин. Из-за этого была закрыта новая республиканская больница. Адама Кадырова реанимируют и готовят госпитализацию в Москву. Ну, наша айтырга можно. Ну, Аллаха шүкір дейірге тоже можно, наверное, блядь, потому что бізге құттағында нары бізге, блядь, нахуй. Бізге бұна шу нахуй керек бізге бұл нәрсеге.
Вот если так подумать, блядь. Хабировна баласы ульда desalarda bizga похуй, блядь. Minixanovna da balasi ульда desalarda нам похуй, блядь. Сыгрып qotmaydimi ular bizga? Блядь, nima keragi bor? Мы их всех все равно будем резать, уничтожать, нахуй. Нахуй они нам нужны, блядь, нахуй. Кончать будем их всех, блядь. Не надо бояться, блядь. Не надо бояться ничего, блядь. Боитесь, вылазьте оттуда, вылазьте в другую страну. И начинайте, блядь, свою, блядь, нахуй, тактику вот этого разговора, блядь. Чтобы главное, bizda bir ayb bo'lar atish. Moskvani sigirga, блядь. Moskva sigilmasa, biz tinch bo'lmaymiz. Вот это имейте в виду. Идем дальше. Чё? Не русский мир. Советская пропаганда называла их людоедами. Калмыков насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями. Блять, опять калмыки теперь, только что буряты были. Калмыки, выходцы из Монгольской империи, стали жертвами одной из самых жестоких депортаций сталинской эпохи. Зимой 1943 года, посреди войны с Гитлером, советская власть обвинила целый народ в предательстве и приказала выселить всех в Сибирь. Тест лояльности не проходили даже те, кто воевал с нацистами. Их снимали с фронта и везли в лагеря. За первый год депортации погибли несколько десятков тысяч человек, а реабилитация пришлось сдать до развала СССР. За преступления против калмыков никто так и не понес наказание. Трагедия единственной буддисты в Европе потеряли холода. Это тоже мы закинем, это тоже наша тема. Мы понимаем, как калмаклар, как казахи говорят калмаклар. Калмаклар получается так же, как и крымские татары наши, как и ичкерийцы, Дагестан тоже, наверное, тоже эти. Чеченцы, понятно, ичкерийцы, понятно. Вот эти всегда забываем. Черкесы. Черкесы все были депортированы, получается, кто куда. Туда-сюда, короче, вы всех нахрен. И, получается, добавок еще калмыки. Ну, это пиздец, блядь. Получается, грубо говоря, весь Кавказ был раздроблен на все вот эти поездки, так сказать. В Кыргызстане телеканалам запретили показывать более 40% контента на русском языке. Бишкек постепенно дистанцируется от русского мира. Альхамдулилля. Но я этим как бы, ну, так сказать, не рад. Знаете, они, понимаете, делают какие-то движения, но для народа нихуя. Понимаете, да? То, что он закрыл канал, Давид, что-то сделал канал, уменьшил, это оно что дает, блядь? Оно дает кыргызам какое-то, блядь, богатство. Оно дает что-то такое, блядь. Не кутагамда бермейли, блядь. Кутагамда бермейли, блядь. Поймите, блядь. Какая разница, блядь? От этого ничего не работает, блядь. Еще раз говорю, кыргызам срочно 5-го, я не знаю, блядь, какого, 10-го президента ставьте, блядь. Ставьте президента другого, все. Демократического президента ставьте. Не с тюряги, блядь, не вытаскивайте, а нормального из дома вытащите, нормального кыргыза, который, блядь, нормально будет, блядь, вести, как говорится, вашу страну, блядь, надо поставить на ноги. До каких пор вы будете в рабстве, блядь? С Россией снюхались, блядь, не можете оторваться. У всех красные паспорта, блядь. Паспортларны яқтажлерін нахуй, блядь, хаммасына. Пишке тығыз, блядь, yoндырығыз, блядь, Россия паспорта, юғалтығыз нахуй, үйе қойтығыз, блядь. Кутак бар ма Россияда? Россию массово завозят индусов, потому что мигранты из Средней Азии слишком дорогие. Да, вы слишком дорогие теперь стали, да? Индусы еще дешевле, блядь, охуеть. Работники из Бангладеша и Индии хотят зарабатывать в месяц $700-800, тогда как граждане СНГ просят минимум 1000, отвечают эксперты. А то, что квалификация граждан СНГ гораздо выше, почему-то нигде не учитывается. Ну, поймите одну вещь. Баларга мол керек, мол. Мол, кой, mana shunaqa odam kerak. Xalq ozgina aqlga kira boshlasa, o'zbek, tojik, qirg'iz уже aqlga kirdida, endi sizlar kerak emaslar. Ularga mol kerak, qul kerak, rablar kerak. O'shaning uchun sizlar уже все отходите. Вы уже детlar, дед. Вы уже дембеля, как в армии дембель был. Вот
Вы дембеля уже, короче, вы кайфуйте, анаша, гашиш, кайф, ла-ла-ла-ла, вот снимайте на видео, как таджик брат снял на видео. Кайф ловите, короче, дрочите нахуй индусов, короче. Так что вот так рулите, короче, создавайте бригады, индусы пушпахают, вы, короче, контролируете, за базар отвечаете там туда-сюда. Короче, займитесь вот такой делом, понимаете? Запускайте с вашей территории индусов деньги, блядь, не бесплатно. Чтобы они прямой не летели, а через вас ходили пешком, блядь. Через нахуй хребет хуя какого-нибудь индусского, блядь. Давайте, короче, этот, вы поняли, да? Прикол приколом, но, блядь, пиздец, нахуй. Кино, нахуй. Ну, мне смешно, знаете, почему, блядь, я ха-ха ловлю, блядь, узкожопым, ой, пизда, блядь. Ой, блядь, им насрут в шаурму, блядь, им насрут в еду, купанутся в казане с едой, им потом наложат и отвезут на доставке, блядь, я кайфую, блядь. Так что, Мәскеуден шығып кетіңіз, ошамаңыз Мәскеуде бір нәрседе, ошамаңыз, блядь. Емейлер Москвада, ауқат емейлер. Индустар келияпты, ихтият болыңдар. Эй, блядь, траванетесь еще, блядь, сука, блядь. Заразитесь этим всякими гельментами, нахуй, хуемтами, анакондами. О-о. Так. Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию, сообщил государственный концерн СОКА. Газ поступает в Европу по трансадриатическому газопроводу ТАР или ТАП через Грузию от границы Турции и Греции, далее в Албанию, Южную Италию, а после по северным маршрутам в Австрию и Германию. С выходом на эти рынки число стран-импортеров азербайджанского газа выросло до 16%. Спрос на поставки из Азербайджана резко усилился на фоне стремления европейских стран сократить зависимость от российского газа. Насчет нашего газа и нефти, Дуслар, когда вы слышите такие темы, не беспокойтесь. Когда мы пробурим, как говорится, путь в Москве, разъебем Москву, у нас прямая линия также будет работать с Украиной. Так что вы не беспокойтесь, мы возобновим движение через Украину напрямую, через Эрзя, Мокша, Татарстан, Башкортостан, Сургут. Все пойдет по плану. Так что, как говорится, не беспокойтесь насчет этого, проблем никаких нету. Главное сейчас наша задача оторвать наши земли от этой гребаной, так сказать, блядь, обжоры, да, обжоры вот этой, блядь, московской обжоры, которая пытается жрать, блядь, и сожрать все наши, так сказать, ресурсы. Ну, иншаллах, Аллах Та'аля велик, бьюк, Аллахымыз не даст, как говорится, нам остаться голодными, все равно будет вырабатываться в земельных недрах наш риск. Так что не ссыть, все будет нормально. Главное, вы готовьтесь, свой, как говорится, рух поднимайте, да? Рух поднимайте, чтобы кулығызға құрал аларға, Мәскеуіне барып дұн қайтып қайтырға, понимаете, блядь? Шунарға духығыз жетсін. Вот это я только у вас требую, блядь, этого у вас, блядь. Требую, блядь. Понимаете, чтобы вы со мной пошли вместе. Когда мне тут пиздят, говорят, ты что, пойдешь, не пойдешь? Я пойду. Я пойду, вот я на эфир говорю, ТикТок справа, Ютуб, блядь, как это было, слева, справа, Ютуб, ТикТок, вот 2 эфира идет, блядь, так что в ТикТоке 15 человек, здесь 50 человек сидят. Запись сделайте, законсервируйте и запишите на диск или там флешку и закиньте, чтобы потом я не был пиздоболом, блядь. Но оружие с вас, я еще раз говорю, блядь, у меня нету денег покупать оружие. Оружие с вас, амбунирование с вас, территория с вас, куандык буламы, башка буламы, хоть тишик там был сада, хоть с Луны упадем нахуй на Москву. И главное, блядь, путь к Москве надо. Почему? Потому что наша задача, да, ведь доказать нашему башкирскому татарскому народу, что есть еще мужики. Понимаете, еще есть мужики, блядь. Вы не думайте, что мы там, блядь, молчим, где-то съебались, за границей живем. Нет, вы не думайте. Мы есть. Альхамдулилля, мы есть, и мы мужики, блядь. Мы съебались. Почему? Потому что, блядь, если мы сдохнем, вы рот не откроете. Вот в чем проблема. Чтобы вы открыли рот и пошли с нами, нужны мы. Вы открываете рот, начинаете действовать, присоединяйтесь к нам, базара нет. Я даже, может, блядь, эфир даже перестану вести, а займусь уже физической работой, так сказать.
делами по уничтожению Москвы, блядь. Так сказать, блядь. Будем тренироваться, стрелять туда-сюда, готовиться, как говорится, этой ебучей захвату Москвы, блядь. Понимаете? Эшкю, блядь, вы не думаете, что Құрал бердіңіз да тек-текте бардық, нихуя оны бітәлі, отабілерге керек жоқ, дегенске. Сейчас все, новшество, блядь, новые автоматы, все. Надо же уметь, с калашом же не будем идти гнилым, блядь. Идти надо с новым оружием, блядь. Может, даже лазерным оружием надо идти. Сжечь нахуй, блядь, все яйца нахуй этих, блядь, гей-парад Ткачуков, блядь. Так, МИД России заявил, что Россия готова выделить квартиру Аятолле Ирана на одной лестничной площадке с Башаром Асадом. Своих не бросает. Нихуя себе. Ну, это прикол, конечно, блядь. Усатый от песковской хуйни, наверное, вылезла откуда-то. Ну, а что? Нормально? Так, американский фонд требует от РФ долг Российской империи. Ну, вот, видите, блядь. Ну, фоточка такая интересная, блядь. Все, пиздец нахуй вам, блядь. Раком вас поставят. 225 миллиардов по долгам Российской ебучей империи, блядь. Так что все, платите, суки. Платите, блядь. Ну, а какой платить, нахуй, блядь? Эти, блядь, мировые, блядь, мафиози, блядь. Россия же это мировая мафия, блядь. Она платить будет, что ли? Ее только сжигать надо, блядь, нахуй. Вот как она, блядь, сжигает сейчас Украину, мы тоже так же должны, блядь, эту дичь сжечь, блядь, внутри, как всегда говорю, когда я говорю Москва, блядь, ну Москва понятно, именно Садовое кольцо, блядь, Кремль на кольцо сюда же, блядь, не выходя со стен Кремля, блядь. Вот это маленький пятачок нам нужен, блядь. И где эти депутаты сраные сидят? В Белом доме? Где они там сидят? Я не знаю, блядь. Вот там, все это там расхерачить, все. Найти их, блядь, бегущих, так сказать, крыс. И все. Юрист-патриот требует закрытия ресторана украинской кухни. Ой, блядь, опомнились, доебаться теперь. Челябинский юрист Игорь Липатников, член партии «Коммунисты России», ой, блядь, написал письмо местному губернатору, в котором утверждает, что ресторана «Журавлина» своим меню, подачей блюд и оформления пропагандирует враждебные смыслы, обратила внимание СОТА. В своем письме доносчик требует закрыть хотя бы ресторан на улице Коммунной, прямо рядом с вечным огнем. Ведь борщ и сало, по мнению юриста, рекламирует врага на уровне эмоций и противоречит государственной политике. Борщ и сало и враги российской государственности. Я хуею. Блядь. Откройте какой-нибудь ресторан, хуй палащи называется, блядь. Вот так прям назовите, хуй палащи. Заходи, блядь, нахуй. Борщ, сала нету там, хуй палащи, вот. Из хуев, блядь, этих же пидорасов, блядь. Сварите им, блядь, нахуй, суп, блядь. Как говорится, и давайте кормите их, блядь. Из своих же хуев, блядь. Дебилизм, блядь. В Свердловской области задержали 3 подозреваемых в незаконном подключении майнингового оборудования к электросетям. Ущерб превысил 16 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскного мероприятия по нескольким адресам более 10 тысяч единиц оборудования. Альхамдулилля. Майнинг, хуяйнинг. Нормально, двигайтесь, дела делайте. О ситуации в Иране. Новая волна протеста начинается в нескольких городах Ирана. Некоторые рынки, например, рынок в Раште, были сожжены и разрушены. Свидетели говорят, что репрессивные силы подожгли рынок в Раште, чтобы закрыть путь отступления протестующих. Затем они открыли огонь по людям. Энергетический кризис продолжается в некоторых районах, постоянно отключают воду и электричество. Во многом городах пространство делится на период до и после 5. И с этого времени начинается период подобного военного положения в Тегеране и Казвине. Поступили сообщения о частных разведывательных полетах беспилотников КСИР. Вот честно я вам скажу, мне, наверное, до такой степени не похуй, как моему соседу. Вот мой сосед, иранец сейчас, ему похуй, блядь, я ему говорю, блядь, у вас пиздец, ему похуй. Ёб твою мать, я говорю, ну пиздец нахуй. Черт, блядь, сбежал, блядь, и ему похуй, что там, кто кого ебет и дразнит. Непонятно, блядь. Я тут больше горюю, блядь, за Иран, блядь, чем он, блядь, мне показалось, блядь. Прикиньте, блядь, дичь полная, блядь, я вам скажу. Охуел, блядь, просто.
И вы бы видели бы еще мимику его рожи, блядь, я в ахуе, блядь. Вот даун, блядь, нахуй. Дауненок, блядь. Который, блядь, допустим, мне бы говорили бы, что Башкортостан с Татарстаном там кто-то пришел, разъебывает. Блядь, нахуй, я бы охуел бы, блядь. А ему похуй, блядь, понимаете, блядь? Пиздец, блядь. Башкорты, борьба за землю, веру и автономию. Сейчас на Эхе выходит интересный цикл о коренных народах Северной Евразии. Делает его историк и журналист Максим Курников, один из немногих, кто понимает те проблемы, которые озвучивают активисты деколониального движения. Сегодня выпуск на тему башкортов. Ну, целый час, что ли, тут, блядь. Ого, блядь, хуй загрузишь. Ну, короче говоря, сами посмотрите, короче. Там есть еще. Блин, опять эта дичь выходит, вот это, блядь. Ребусы, хренобусы. Тиктоки. Блин, неправильно. Сейчас еще раз. Секунду. Каравдур кэши, хаздуслар, хаздуслар. Мен мында. Так, кто есть? Мында біздікілер бар ма, жоқ ма? Так. Без понятия, вот интересный коммент прочитаем, как без понятия, кто это, но призывает людей идти на Москву против России в целом. Агент какой-то, ты правильно понял, ублюдок. На Москву, только Москву разъебать нам. Наша задача разъебать Москву. Надеюсь, я тебе, блядь, гондон, блядь, на русском языке разговариваю, да? Ты, надеюсь, меня понимаешь? Кашагин, блядь. Идем дальше. В те дни в защиту Фаиля Алсынова на 3 языках башкирский, русский, английский выступил известный башкирский политический деятель, кандидат филологических наук, доктор политических наук, профессор, чрезвычайный полномочный посланник 2-го класса в отставке, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр культуры и национальной политики Республики Башкортостан при президенте Муртаза Рахим, уважаемый Илишев Ильдус Губайдулович. Это от Габбасова. Оказывается, он выступал. Может, я видел, не видел. Кстати, я забыл сказать сейчас, секунду. И этот 15 января было, это вчера вроде бы, да? 15 января было 2 года, как задержали Алсынова и в дальнейшем посадили. Так что такие дела. Сори, короче. Тут прохладно. Конденсат, как говорится, накопился. Так. Ну, 10 минут он что-то говорит, но не загрузится, наверное, пока долго грузить. Ну, суть, короче, вы сами посмотрите, зайдите, потом, может, я посмотрим. Кстати, я себе сейчас закину его. Может, потом я, может, его скачаю и загружу. Уақыт болғанда штабым. Шулай. Короче, дуслар, қараңыз, мына. Видите, битенде, как происходит? Народ во время Фаиля Алсынова, давайте чуть поговорим про него, все-таки человек сидит, и еще раз повторюсь, Алсынов боролся за Куштау. Вы должны это понимать. Но в его словах и действиях не было уничтожения Москвы. Вы должны это понимать. Поэтому он как бы, ну, так сказать, можно как-то сказать с нами, но в то же время он не с нами, он с ними. Поэтому мы не должны Алсынова, как говорится, или ввязывать в это, если он не хочет, или что-то в этом роде. Пусть сидит там, дома, как говорится, тихо. Имеется в виду даже после выхода из тюрьмы. Поэтому, исходя от этого, если он захочет присоединиться на наш путь за 4 года, если ему мозги там не вправят, манкуртом не сделают, то его воля, мы ждем его. Если он, блядь, засыт, скажет, блядь, мне семья дороже, я буду, блядь, с детьми, нахуй идите, блядь, я с вами не буду,
как говорится, ну это тоже его дело. Поэтому, туғандар, мен сізге айтамын, Алсыновны іші Мәскеуге қарата қаршы іш түгілі. Шуны сіз аңларға тиіссіз. Мені ішім прямолинейно Мәскеуге генә сігірге. Башқа бір нәрсе меня не интересует, блядь. То, что побочные какие-то эффекты, дефекты выходят по пути, которого мы идем, да ведь рассказываем вот про Бурятию, туда-сюда, что происходит в этой вообще пидорасии. Это как бы побочные дефекты этой пидорасии. Без этого никак. Мы должны это озвучить. А цель наша, пока Москва не уничтожится, мы не остановимся. Даже вот тему эфира сегодня сказал, когда мы идем уничтожать Москву. Когда мы идем, в конце концов, туғандар, наша задача это уничтожить Москву. Мне похрен, блядь, как вы, блядь, будете это себе в голове считать, вот как этот уебок, агент какой-то пишет, дичь какую-то. Вы не можете понять, блядь, что вся беда в Москве. Даже узкожопые, которые будут жить у нас в Башкортостане и в Татарстане, вы должны это осознать. Челябинск, Екатеринбург, все к нам отойдет. Вы должны осознать, что вы останетесь внутри, или вы съебетесь в Москву после нас, как мы заебеним Москву. После этого только, понимаете? А до этого вы ни хрена, как говорится, Башкортостан, Татарстан, деп ауыз ашмаңыз. Ауызыңызны, блядь, дуңқайтырып сізге біз айтамын, блядь. Дуңқайтырып, блядь, нахуй. Башкортостан, Татарстанны независимость болсаңыз, тіліне ятласаңыз, туда-сюда, потом, может, мы с вами будем разговаривать как с нашими. До этого, блядь, нахуй, вы будете изгоем, блядь. Вот как, блядь, Китай, блядь, изгоняет этих уйгуров, так же вы будете изгоем, блядь. Потому что Башкортостан – это моя земля. И я там буду, нахуй, блядь, рулить, как хочу. Вот как вы сейчас рулите со своей ебучей гей-парадовской общиной, так же, как говорится, мы будем поступать с вами. Ну, конечно, у нас, альхамдулилля, есть совесть. Мы мусульмане все-таки. До такой степени опускаться не будем, как вы, мрази, блядь. Ну, по крайней мере, давить будем только так, нахуй. Давить будем в каком понимании? Язык будете учить, если хотите жить. Паспорт не получите, пока не сдадите экзамен на башкорт һәм татар тіліне. 2 языка в Башкортостане будет, имейте в виду. В Татарстане пусть один будет, хуй знает. Хотят башкирский тоже пусть ебут. Короче говоря, вы должны, которые захотят жить на этих территории, чтобы вы не думали только Башкирия. Башкортостан, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, наверху над Пермью, что там, Ижевский. Все это будет Башкортостаном. Ненеция, еще дальше, все до моря, новая земля, это будет Башкортостан. Вот там вы должны будете на этих землях, если вы живете, в Екатеринбурге вас дохуя и больше, в Челябинске тоже, вы будете говорить башкорт һәм татар тілінде. Если вы этот язык будете игнорировать, как вот здесь в Латвии, Литве, хуесосить, то вам пизда. Вам не будет паспорта башкирского и не татарского нахуй паспорта не будет у вас. Вы будете жить изгоем. Изгой, блядь. Вы будете изгоем, блядь. И я вам это, блядь, отвечаю, блядь, так и будет нахуй. Если кто-то, блядь, не будет согласен, Башкортостан, Татарстан, да, ебал я в рот, нахуй. Вот как я сказал, так и будет, блядь. Вот эту, блядь, именно доктрину, нахуй, мы засунем, блядь, нахуй, чтобы вас задрочить за то, что вы 500 лет после Иванушки, блядь, нас крестили туда-сюда, Татарстан давит и так далее. Вот это будет вам ультиматумный пиздец. Вот имейте в виду, вот только так, блядь, по-другому никак. Язык учите, признаете независимость, живите. Вот как в Узбекистане. В тряпочку молчите в тряпочку в Узбекистане. Кто-то из наказался, она шулай была бездена. Надо знать ее. В Узбекистане каждая, так сказать, русская семья, как кто-то все равно говорит на узбекском. Это гарантия. Поэтому у нас то же самое будет. Так что мы вернем наше, луну. Лунку, или как там, блядь, лона, нашу лону. Мы вас вернем в наш быт, иншаллах. Так что вы не думайте, что будете на расслабоне жить. Так. Что-то тут, если есть новое, почитаем. И потом перейдем куда-нибудь в другое место.
Так. Православных террористов у нас нет. Силантьев призывает крестить детей мусульман, чтобы они не стали террористами. О, читать будем дальше? Вспомнил, блядь. Ёпта, я же загрузил, блядь. Видите, я забываю. Если нету темы эфира, ну, имеется в виду тексты, забываю, блядь. Блядь. Моего узбека, блядь, какие-то мрази в Казани взяли и крестанули, блядь. Что за хуйня? O'zbeklar nima bo'lyapti bu? Nima? Shuncha 37 millionni ichida, blядь, bitta oila topilmadimi? Shu kichkina bolalarni olib. Bu nima qilganinglar? Bu nima qilganinglar, ha? O'zbekni ham krestit qiladimi? Bu nima bu? Ivan Vasilievich menять профессияni paytida yashayapmizmi? Ha? Ivan Грознийni paytida yashayapmizmi? Что за дичь, нахуй, блядь? Ладно, было бы это какой-то регионе, блядь. Оно ведь еще в Казани. Татарлар narsasiz qaraysiz, qutaq qoshlisiz. O'zbekni eshitdingiz, ko'rdingiz. Narsaga quturib chiqmaysiz. Narsaga o'zbekni krestit ettirdingiz, блядь. O'zini tishim, блядь. Tatarlar, блядь. Manqurtlar, hayvonlar, блядь. Sizni da sigirga kerak, блядь. Sizni Tataristonda это происходит. Qutaq boshlar. O'zingiz sigilgansiz 500 yil oldin, блядь. Itsikkanlar. Әлі де, блядь, 500 yıl ішінде, блядь, келмәдіңіз, нахуй. Кресіні тошламадыңыз, мойныңыздан ырғытып, блядь. Ташақлар, блядь. Татар тілінде сөйлешесіз, иманыңыз жоқ, блядь. Бүтініңіз, нахуй, блядь, крестонос, ебучие вот эти, блядь, всякие районы какие-то там. Ебучие, узкожопые районы, блядь, ваши. Меншыларға қарсы, блядь. Татарстанға отдельно будем ебать Татарстана, блядь. Вот эти крестоносцы, блядь, всех приведем в ислам, блядь. Вы имейте в виду, блядь. Вы имейте в виду, вот за узбека, нахуй, Татарстан будет отвечать, блядь. Имейте в виду. Да, а то я наехал на узбеков только, я сейчас подумал, блядь, вы сами виноваты, суки. Вы виноваты в Татарстане, что, блядь, узбека крестанули, блядь. Понимаете? Itsikkanlar, нахуй. Mana shu men gapimni hozir kesib olasiz, нахуй. Загрузите Минниханова в жопу засуньте. Флеш-карту, блядь. Чтоб посмотрел он, гнида. Охуели вообще, блядь, нахуй. Татарстанда опять создали свой крестоносский, блядь, обряд, нахуй. В 21 веке, блядь. Ебанулись, нахуй. Баланы, блядь, соqlab qolmag'ansiz. Inasi onda, munda, блядь, atasin jibarganlar O'zbekistonga deport etib. Munda bolalarin, грубо говоря, блядь, иманын o'qitalar. Крестят, блядь. Это же позор, блядь. Жиди bolasi bor ekan. Жиди bolasidan бүтүнүсүн, блядь, qaralmagan, birsin krestit etganlar, блядь. Siz narsa qarab o'tirasiz, блядь, tatarlar, ебучие musulmonlar, блядь. Itsikkan. Tashshaqlar, блядь. Кремлевский религовед, блядь, Роман Силантьев выступил, блядь, с предложением крестить детей мусульман, блядь. Утағымны епсан, Силантьев, блядь. Амини chiqaramiz, нахуй. Amini chiqaramiz, нахуй. Banditlar bo'lsa, mana shu Silantьевni topib ko'rsataydi. Bandit o'zimizni, блядь, bolalar bo'lsa, o'zbek bolalar. Ko'tiga sikib qo'yinglar. Mashina ko'chada ko'rsanglar, qayerdadir ko'rsanglar, mashina ko'tiga нахуй shvabla tiqib qo'yinglar. Чтоб никогда больше не мог говорить, нахуй. Mashina ko'tiga sikinglar, o'zbeklar. Men sizlarga, блядь, ishonaman. Mashina itaringlar, нахуй. Ushab olib amini chiqaringlar. Mashina topinglar, нахуй, Rossiyada. Yurganlarga aytayapman. Rossiyada yurganlarga aytayapman, блядь. Mashina ko'tni topib amini chiqaringlar, нахуй. Гниданы, нахуй. Граждан России, чьи семьи в 2010-м уехали в Сирию и Ирак. Их отцы убиты, матери во многих случаях остаются в тюрьмах на Ближнем Востоке. Ну и что с этого, блядь? Ну и что с этого? По мнению Силантьева, без смены религии у этих детей нет будущего в РФ. И непонятно, зачем они вообще нужны государству. Нихуя себе, зачем нужны, блядь. Россию он называет многофункциональной, но православной. Гнида, блядь. Как генерала ебанули, украинцам обращаюсь. Украинцы, если тут есть тиктоки, украинцы, нормальные украинцы. Силантьев, какой из них, я не знаю, блядь. Вот это видео найдете, посмотрите. Куштау Байрам видео. Найдите этого, блядь. Как генерала последнего, блядь, хуя Сарварова ебаните. Его тоже ебаните, нахуй. Ебаните его машину, блядь. Ебаните, блядь. Полностью ебаните его, нахуй, блядь. Без остатков, блядь. Без остатков чпокните его, нахуй. Чтоб такие гниды, нахуй. Тише воды, тише травы, нахуй, ходили в этой пидорасии, блядь. Сразу уничтожьте его.
musulmonlarga ham aytyapman, hamma sektalarga ham aytyapman naxuy. Musulmon sektalarga aytyapman naxuy. Amini chiqaringlar mana shuni naxuy. Topib, amini chiqaringlar bilan. Bu degani bizga nima islomimizga qora tushiryapti bular. Amini chiqaringlar mana shuni. Hammasiga aytyapman. Vahobiylarga, idillarga hammasiga aytyapman. Ko'tiga sikib ketinglar mana shuni. Qo'linglardan keladi. Men sizlarga ishonaman. Mana shuni yo'qotinglar naxuy. Mana shu ko'tlar bizni o'zbeklarni emas, hammani shunaqa qiladi bular. O'zbekniki emas. O'zbek sizlarga bu dars bo'lyapti o'zbeklarga. 37 millionning ichida o'zbeklarga bu dars bo'lyapti. Tatarlarga ham dars bo'lyapti. Sizlarning Kazaniylarda, блядь, mana shu narsa bo'lyapti. Tatarlar, вы вообще ебанулись, блядь. Блядь, Башкортостанда такая хуйня, если будет происходить, блядь. Я не знаю, что, блядь. Реально нужно будет, блядь, скинуться на бабки, заказать киллера, нахуй. Чтобы ебанули, нахуй, этого гандона, кто такое сделает, блядь. Отобрать с семьи, блядь, этого узбека срочно. С Казани отобрать с семьи этого узбека. Отправить в Узбекистан. Пусть живет в Узбекистане. В Узбекистане, иншаллах, кто-то примет его. Ради Аллаха, примите его. В Узбекистане очкомейда, худо холоса. Не надо унижаться, блядь. Но он топляды. Покрестите православие и без вариантов. Тогда какие-то шансы есть. Это принципиально, потому что у нас страна хоть и многонациональная, но православных террористов у нас нет. Православных террористов нет. А этот хуй кто был тогда? Вот этот черт, блядь, который десятилетнего таджика зарезал. Это чё? Кто это было, блядь? Это как его называть, блядь? Хуй в кожаном пальто, что ли, блядь? Или, блядь, нахуй, сперматозоид ебучий, 15-летний. Как его называть, блядь? Дебилы ебучие, узкожопые, сидите тут, пидоры. Слушайте, гандоны ебучие. Мы вас, блядь, нахуй, так, блядь, нахуй, не резали, блядь. Мы вас так не резали, блядь, суки ебучие. Мы вас, нахуй, так в ислам не приводили, твари ебучие. Имейте в виду, блядь, гниды, блядь. Вы смотрите, вот за эту, блядь, какой-то промежуток времени столько дичи произошло в мире, блядь. Ну как это, блядь, нахуй пройти мимо, блядь? Узбека крестанули, блядь. Еще этот черт говорит, блядь, про сирийских детей. Да сирийские дети это все мусульмане. Вы не думайте то, что там все убежали русские бабы, блядь, туда-сюда, блядь. Они мусульмане. Поймите, эти бабы тоже мусульманки. И поэтому и дети мусульмане, отцы мусульмане. И поэтому их, блядь, крестить никто не имеет права. Они мусульмане. Поэтому, блядь, Ичкерии, Дагестану, Башкортостану, Татарстану, всем говорю, поднять головы, блядь, уже идут они по нашим головам, блядь. Вы не можете понять этого, да? Сколько вы будете, блядь, как эти, кызларка, молчать, блядь, хаджи кызга ушат, блядь, качангаcha, блядь, коку бутырасызlar. Nima, блядь, hammamiz tursak, nimadan qo'rqamiz, блядь? Nimadan qo'rqamiz? Hammamiz tursak, блядь, qo'rqadigan yeri yo'q. Вообще qo'rqadigan yeri yo'q, блядь. Nimadan qo'rqamiz, men hayronman, блядь. Men уже заебал bo'ldim, to'g'risini aytsam, блядь. Sizlarga tushuntiraman, sikilib ketdim, to'g'risini aytsam, блядь. So'ng. Блин, двери открыли, блин. Зараза, не закрывала или что? Холод ебашит жесткий, блядь. Кондиционеры или что, блядь? Очень жесткий холод идет. Короче, закидываю я себе, это тоже закидываю себе в группу, короче, в телегу. Посмотрю я потом, что там говорят по видео. Просто сейчас больно не хочу восстанавливаться. Ну, можно, конечно, 50 секунд, блядь, послушаем, да? Давайте послушаем. У меня товарищ рассказывал, он во внешней разведке служит, он говорит, мы занимались тем, что детей, которые там родились от граждан России до 3 лет, вот, они, соответственно, там как-то, ну, то есть уже вот у них, получается, отец погиб, а мать, скорее всего, как бы русская, их было достаточно много, и вот он говорит, мы вот их, соответственно, забирали, вот, и это прям тоже целая была спецоперация. Там. А зачем он был забирать? Ну, вопросы. Он тоже как бы как относился к этому, с одной стороны, ну, это дети, вот, а с другой стороны, ну, а именно до 3 лет. То есть, ну, до 3 еще, ладно, покрестить православие, да, без вариантов.
Тогда какие-то шансы есть. Ну, он может быть хоть буддистом, хоть кем, я думаю, тут не принципиально религия. Нет, это принципиально. Почему? Потому что у нас страна хоть и многоконфессиональная, но православная. Ну, Православных террористов у нас нет. Террористов нет. Понятно, то, что я читал, это озвучил он. Окей. Туркестан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркестан. СВО против тюрок. Осилит ли Кремль 250 миллионов тюрок? Ну, кто-то говорит. Короче, я, блядь, ушел куда-то. Сейчас. Так. Так, надо было, конечно, вернуться туда. Сейчас я поищу. Так. Кто что говорит? Приветствую всех тюркских братьев, особенно тех, кто живет в Центральной Азии. Недавно вы слышали, что провокатор Соловьев сказал, что нужно провести СВО в Центральной Азии тоже. Конечно, это угрозы в первую очередь против тюрок, потому что Центральная Азия – подавляющее большинство тюркского населения. Это не таджики, это именно тюрки. Конечно же, все эти нападки и намек был на тюрок, угрозы, точнее, против тюрок. Но, с одной стороны, хорошо, что этот провокатор выдал базу, ту базу, которая планирует всякие провокации, какие-то операции против тюрок. Но они не учитывают, что Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, они не одни. Вместе с ними весь тюркский мир. Это 250-300 миллионов. Плюс еще союзники, которые поддержат тюрок Центральной Азии. Но если Соловьев осилит, пожалуйста, мы ждем вас, нас 250, даже 300 миллионов. Тюркский мир большой и сильный. Это вам не Украина. Ура. Ну вот, кто там культурно хотел послушать, блядь, я же не культурный, блядь, я же Саула, блядь. Вот он внятно, культурно объяснил, что 250 миллионов тюрок на земле. Вот, 250 миллионов, если Россия со своими остатками, блядь, 30-40 миллионов, хотите рыпнуться? Я больше даже не даю вам. 30-40 узкожопых на земле. На земле, блядь. Не в России. На земле 30-40. Вы не имеете, когда говорят в пидорасии 140-150, хуй вам срак. Это мы все там. У вас 30-40, блядь. Понимаете? Поэтому как бы 250 где, блядь, и 30-40 где, блядь. Ну да, вы еще за нос можете подтянуть кого-нибудь еще, блядь, с Беларуси, там, еще каких-то там непонятных с Украины, блядь. Можете подтянуть, но они не пойдут, блядь, с вами, блядь, против нас, блядь. Вы, я не знаю, блядь, как у нас говорят, кутынныкыс, блядь. Вот кутынныкыс – это выражение, наверное, как раз-таки для вас, наверное, блядь, придумано, наверное, блядь. Чтобы вы прижали свое очко, нахуй, особенно соловьёный помет, блядь, этот ебучий, и так далее, блядь, и так далее, блядь. Поэтому как бы выскочка, блядь, Жириновский сдох, теперь остался этот соловей, блядь. И у вас там передается, да, по клану, блядь. Долбоебы по клану, нахуй, передают эстафету, так сказать, блядь, дебильную, нахуй. И только так, блядь. Тут другого варика нету. Другого варика нету. Блядь. Реально что-то жестко холодно, блядь. Сибирь, блядь. Ой, блядь, тундра, нахуй. Так. Идем дальше. О, Гаявата, салям. Нарсякей, давай я тебя поставлю этим уничтожителем здесь.
А то это никого нету, блин, сегодня. Сен мында ма или ұйқылауға кетесің? Нәрсе істейсің? А то бошо хүріп біттілер мынау комментаторлар, блядь. Я удаляю, ну, блядь, одно и то же пишут, блядь. Хайваны. Так, идем дальше. Навродский. Российский империализм не исчезнет даже после смены власти в Кремле. Президент Польши король Навродский. Король Навродский. Покажу я вам. Так. Заявил, что российский империализм не исчезнет даже после смены власти в Кремле. По его словам, это устойчивый государственный механизм, глубоко укорененный в истории, географии и политической культуры России. Цели Москвы остаются прежними. Территориальная экспансия, репрессии против, собственно, граждан. Вот, собственно, граждан. Бурятка. Атаки на мирное население, включая школы и больницы. Ну, это у них, блядь, садомаза. Польша, имеющая многовековой опыт соседства с Россией, хорошо понимает угрозу, исходящую из Москвы. Навродский подчеркнул, даже мирное соглашение по Украине не остановит дальнейшую экспансию РФ. Единственный способ сдерживания единства союзников и усиления оборонных возможностей. Ну, тут бы еще дописал бы я другое. Единственное, понятно, это его слова. Единственный, блядь, один только есть, блядь, вариант. Разъебать Москву, всем отделиться, и каждый будет независимый, и будет всем хорошо. Все. Другого варианта нет. Другой вариант, вон, всех их, блядь, на Кобзон, блядь, этих, блядь, москалей, блядь, ебучих, которые быкуют, блядь, которые нацисты, вот их на Кобзон. Пусть там играет нахуй на скрипке. Сегодня вы хотите украсть последние наши леса, земельные участки. Кто тут вытащил с ТикТока что-то? А сегодня вы хотите украсть у нас уже то, что осталось нам. Вы хотите распродать наши леса, отнять у нас земельные участки. И что мы должны вам? Кто из нас неравнодушен к этой жизни? Вы отняли тепловые электростанции, гидроэлектростанции и многие другие. Это вы, а не мы, довели регион до того, что наш процветающий регион стал дотационным, что мы все сходим с протянутой рукой и говорим, дайте нам деньги. У нас нету денег. На нашей территории находятся заводы, нам неподчиняемые. Вы даже не можете, вице-премьер, заехать на бывший Салават Нёв, вас выгонят оттуда, потому что там, как раньше не пускали Муртазу Рахимова на этот завод, так и он нам не принадлежит республике. Башкортостан. Башкортостан загрузил какой-то Владимир Люст. Помогите донести правду, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь. Ну, это вот Владимир какой-то в ТикТоке. Ну, услышали, да? Я даже не понимал, что это такое, даже комментариев нету. Хотя бы сюда напишу. Ай, блядь, заявку надо подавать. Короче, что я хотел сказать. Вы поняли, да? Салават Биду. Салават, значит, Салаватский район. Салават, Башкортостан. Исходя от этого мы понимаем, если это Салават, хрен знает, где он стоит, в Салавате стоит или что. Корень, полметра, блядь, снега. Ну все. Вы поняли, да, ведь, блядь? Все распродали, все разъебали. Узкожопые тут есть? Узкожопые. Что вы скажете, блядь? Вот этот вроде бы тоже не татарин, блядь. Это тоже русский вроде бы говорит, блядь. И что с этого, блядь? Как вы будете этого русского, блядь, что-то не так сказал, блядь, убивать будете этого русского? Или как? Как вы поступите вот с такими людьми, с русскими, которые против вас пойдут? Тогда как вы будете вести себя, блядь? Скажете, манкурты наши? Или как? Пресс-секретарь Белого дома по Ирану 800 казней запланированных и которые должны были состояться вчера приостановлены. Молодцы. Дебильная страна, блядь, тоже ебанутая страна, блядь. И самое главное, я в тот день вам озвучивал, да, или нет? У меня же не было Ютуба, блядь. Или озвучивал я. Убило меня то, что, блядь,
этот, сука, бородатый, блядь, тоже айзер. И это Пишиншьян, Хуишьян, блядь, тоже айзер, блядь. Убил меня, нахуй они. Убили, блядь. Сука, и Азербайджаном айзера какие-то рулят, и Ираном айзера рулят. И после этого как можно, блядь, с этими диктаторами общаться? Как вы думаете? Нахуя, блядь, в Иране рулят айзера? А потому что мы недавно я узнал, что, блядь, есть Северный Азербайджан и Южный Азербайджан. Ну, точнее, раньше был, блядь. И это вся вот эта вся хуйня, эта территория была ебучая, блядь. Получается, была почему-то, блядь, север и юг. Как, блядь, Корея, блядь. Северная и южная, блядь. И вот как обычно, блядь, нахуй. Сука, блядь, кто-то из них диктатор, блядь. Но мне кажется, тут оба диктатора, блядь. И Алиев такой же хуй, блядь. И тот внизу тоже, блядь. Друг друга они хотят опережать, блядь. Кто кого выебет, блядь. Дичь полная. Вот поэтому нам, я вам еще раз говорю, блядь, сменить нахуй их, блядь. Сменить всех, блядь, вот этих СССРских крыс, блядь. Этих коммунистических, блядь. Всех надо сменить, блядь. Потом только уже смотреть, с кем, как говорится, рулить, с кем дружить или кого нахуй посылать. Давайте вспомним, как поддерживал башкирский народ Фаиля Алсынова. Ну, тут видосики поддерживали, а толка-то нету. Обещали шакканда бит, ну, поддержка маненда. Ну, давайте я поговорим об этом. Мына шунарға айтам бит енді, мына башқұрт білән татарлар суғышқа кетіп боралар. Вроде мужиклар айны, блядь. Украинларны үтірге кетіп борасыз, шулай рахатланып, жыр білән, жырлап, Тамаев, блядь, жырын қуя, блядь, кетесіз баян білән, унярға кетесіз суғышқа, блядь, Украинларны маши кетірге айны, кетіп борасыз, как будто бы. И нәрсе, жунардан соң нәрсе. Башқұрстан, блядь, Татарстанны, блядь, өзінің азатлығын алырға мужиклар қалдымысың, блядь? Қоясыз, блядь, а? Қоясыз, который, блядь, нахуй, без баяна, без ничего, без аккордеона, нахуй, а в руках будет Құрал, автомат просто, блядь, без музыки, нахуй. Просто пойти на Москву. Вот где вы, блядь? Сколько мне здесь вас ждать? Что на меня это, блядь, сколько мне сидеть ждать в этих странах, блядь, вас? Мозги им ебать, блядь. Сколько можно уже, блядь? Дурт ел, блядь, туғанлар, блядь, дурт ел ішінде бит, блядь. Онқау даже оңны башлай, блядь. Онқау даже оңны башлай, что Мәскеуні, блядь, дұн қайтырға керек. Нәрсеге біз, блядь, оправдываться должны, что ли, я не знаю, блядь. Как-то вот не могу понять, блядь. Умолять, что ли, вас должны мы, блядь. Мен оңнамын, блядь. Ол бит сенің Башқұртстаның, блядь. Сені Татарстаның, блядь. Вот так ты өзіңді ведешь, блядь. Тұрбаз, блядь, мужик болсаң. Бірге барайық, блядь. Қошан қатты, блядь, жүресің нахуй, блядь. Әби-шәбилер шыққан мұнда. Бұнда бит, мұны даже қарарға стыдно. Әби-шәбилер Алсыновны жібәрігіз деп шыққан. Әби-шәбилер тілі өтәмінен, а? Мужиклар, блядь, язык в жопе. Біз қоясың, біз қояшуны ішінде, блядь. Ир кішілер қоясың, а? Нәрсеге біз yok. Блядь, меня позор, блядь, мына шуны сөйлеймін да, блядь. Меня стыдно, блядь. Елысы келер нахуй. Когда это говоришь, блядь. Убивает меня вот эта обстановка, знаете, блядь, что я долблюсь об стенку, блядь, своему народу, понимаете, блядь? Своему народу не могу сказать, блядь. Дичь какая-то, блядь. Пиздец, блядь. Ну, давайте вот, если быстро загрузите, один давай. И все. Памятник Салавата стоит. Ну или когда они это говорили. И что с этого? Толка-то нет, блядь, от этого, понимаете? Толка нет, блядь. Бубит инде у нәрсе дегені. Нәрсе дегені, бу толық тугір, дуслар. Это дичь полная, блядь. Сука, пиздец, блядь. Позор, блядь, нахуй, а. Хуею, блядь. Приехали на встречу с товарищами по борьбе с империализмом. К черту датскую монархию, даешь республику и свободную Гренландию. К черту торгаша Трампа с его спекулянтами из США. Долой капитализм, империализм. Да здравствует свобода и самоопределение народов, свобода эскимосам, простому трудовому народу и инуитов. Да здравствует Советская Гренландия, да здравствует новый СССР и победа тех
коммунизма во всем мире. Что за нахуй, блядь, я прочитал. В Гренландию приперлась коммунистическая пизда какая-то, блядь. Это что за нахуй, блядь? Это дичь полная, нахуй, я вам скажу, блядь. Когда, помню, блядь, был в Норвегии, когда жил в Норвегии, была такая хуйня. Встретил в лагере, в одном городе, короче, город не буду говорить, украинцев, муж с женой. Блядь, муж такой шпендель был маленький, а жена, блядь, боевик, нахуй. Аж я запомнил, блядь, пиздец, нахуй. Ойгыр, блядь. Деген хотыны ойгыры, блядь. И вот, они жили вот вроде бы в Гренландии, блядь. И вот, я как понял, блядь, они сказали тогда, наверное, в Гренландии они жили, значит, там другого нет уже, в Норвегию мы приперлись, оттуда сказали. Вот там, говорит, была часть одна российская, говорит, другая, говорит, норвежская, ну вот, наверное, да, еще Дания, и все вроде бы, вот эти вот, их страна была, короче, ну, имеется в виду, деление их территории были, короче. И вот они, оказывается, в свое время из Украины попиздавали через Мурманск, вот так как-то, вот так через Киркинесс, блядь, перешли и туда въебанули, я не знаю, какими козьими тропами, нахуй, и поплыли или попали, хуй знает, на работу в Гренландию. Потом их, блядь, что-то у них закончилась вся дичь это, а из-за того, что они через Россию зашли туда, поработали, потом фишку поняли, с России шмырнули, блядь, норвежскую территорию, и норвежскую территорию они там уже прочухали тему, что можно сдаться, блядь, в беженство. Но это же, блядь, после года же это где-то 15-е года происходит, ну там цирк, нахуй, этот, блядь, 14 года в Украине, вся хуйня, Майдан. Ну вот, короче, в итоге, короче, они каким-то, хуй знает, опять козьими тропами, нахуй, с Гренландии, получается, приперлись в Норвегию и подались в Азию. И вот и мы тогда и встретились с ними, попиздели туда-сюда, короче, ну, подружились. И вот его жена, пока мы там были, так сказать, блядь, они еще раньше меня были вроде бы, или что, блядь, за 3 месяца выучила норвежский, блядь. Я хуел, блядь, как так можно было, блядь, я тогда подумал, блядь. И потом мне тоже азарт, блядь, я тоже учился, блядь. Ну, я полгода учился, ну, тоже лялякал, нормально там, чуть-чуть говорил, блядь, снять киношку, а сейчас уже забыл, блядь. Там, ах, это ду, блядь, какие-то слова, блядь, ну, не помню уже, блядь, да хуя времени прошло. Если ты его не говоришь, забываешь, оказывается, уже нам не родной язык, блядь. Так что вот так. Как-то так. Ну, короче говоря, дичь какая-то, блядь, нахуй. Или это, блядь, ИИ, блядь, или это фейк, или что, или это долбоёбка натуральная, я не знаю. И хуй на них. Идем дальше. По данным британской разведки, ВС РФ в 2025 году потеряли 415 тысяч военных убитыми и ранеными. В 2025 году 415. Понимаете, да? Это еще то, что они где-то посчитали. А то, что они еще не посчитали. На график приводится количество ежедневных потерь России по месяцам в среднем. То есть, например, в декабре 2025 года ВС РФ ежедневно теряли в среднем 1130 солдат убитыми и ранеными, а в ноябре 1033. Классно, блядь. Классно, манкурты дохнут, да, блядь. Ржака пиздец, нахуй. Но это, блядь, не ржака, блядь. Он еще на башкыр татарлар уля, блядь, понимаете? Башкыр татарлар уля, блядь. Siz anlıyorsunuz şunu, yok mu, блядь? Вот я не могу понять, почему, блядь, вот эту дичь мне приходится, блядь, читать, блядь, чтобы вам донести, чтобы вы не дохли, а? Как мухи дохнете вот здесь, блядь. Я хуею, блядь. Просто, ну, я не знаю, блядь, это, нахуя такого, так унижаться, а? Зачем быть такими, блядь, ну, так сказать, блядь, униженными, блядь, нахуй, что ли, блядь? Чтобы, блядь, вот это кому вы доказываете, я не могу понять. Вот кому вы хотите? И Москве доказать то, что вы преданные? Блядь, вы же сдохнете. Вы же сдохнете, и после, то, что вы сдохнете, вас никто не вспомнит, блядь.
Они даже своих узкожопых не помнят. Кто кого на мясо порубила, там, мясорубка, блядь, что произошло. Они там даже не знают, кого собирают, блядь. Может, в одного пакета они всех кладут, потом говорят, да, это Иван назови, этот Вася, блядь. Подели кому-нибудь и раздай, блядь, остатки. И вот так отправляют вам, блядь, кота в мешке. И все. Понимаете, рахат дунья, рахат, блядь, это просто дичь, нахуй, я вам скажу, блядь. Просто дичь. И даже говорить, блядь, противно, понимаете? Когда вот эти трупы и так далее, это же пипец, блядь. Ну, знаете, я считаю, что ну, я верю в это, да, и то, что считаю, иншаллах, в Башкортостане, Татарстанда останутся те, получается, люди, которые предписаны Аллахом. Вот Аллах Та'алам, оларға ғұмыр да берешек, Алла берса, иман да берешек, рух да берешек. Мына біз шулар білән, Алла берса, Мәскәүні дұн қайтарға барамыз. Лучше поздно, чем никогда. Вот и все. Мы, как говорится, делаем сабр и дальше идем. Но вам, как еще раз повторюсь, башқұрт татарға, юқларға уже жетті. Уянарға керек. Уянарға керек, юқлауны бітіргіз уже. Не надо спать, блядь. Просыпайтесь. Как тут говорят, кайна шляфан. Или там шляфан, блядь. Короче, вот как-то так, блядь. Идем дальше. Про Ростика же я говорил в тот день, блядь. Ой, блядь, наш, блядь, Ростик, блядь. Этот Ростислав Кутакбаш тоже, блядь, попёрся, блядь, в Киев почему-то там шароёбится. Чё, блядь, в Испании его, блядь, ничего не дали, что ли? Чё он туда попёрся, блядь? Или Лябув таптамакана, Лябув, блядь, этот поехал, блядь, драть, как говорится, украинку. Непонятно, что он куда-то туда поехал, блядь. Короче, в тот раз я вам говорил об этом, в ТикТоке вроде бы, в Ютубе вроде не говорил. Ну, вот в моей киевской квартире уже сутки нет тепла, света, воды, связи на улице минус 10, внутри минус 8, плюс пока. Внутри 8, плюс пока соседи обсуждают в чатике, пора ли сливать остатки воды туда-сюда. Ну, короче, что я вам могу сказать? Напомним, Ростик кто такой? Мурзагулов, он, когда сидел на эфире с Габбасовым, ну, дебат, будем называть его дебатом, дебат был с Габбасовым, Ростик, блядь, вот этот, Ташагин, блядь, я его, блядь, не зауважал, блядь, уже после этого. Он топил, блядь, в движухе с навальнистами, узкожопами и так далее. Так сказать, у меня есть знакомая, землячка наша, прям моя землячка, можно сказать, блядь, Браулдандес, блядь, живет в Испании. Она хотела меня познакомить с ним и говорит, давайте вместе что-то замутите туда-сюда, блядь, там. Я же, блядь, я его хуесосю нахуй, блядь, я с ним не могу, блядь. И если вы видели дебат с Габбасовым, меня ушамада. Ушамада габбасовская тактика. Габбасов больно мягкий. Мягкий такой, пиздец. Мягкость тут не работает, Руслан, блядь. Мягкость, ну, блядь, вон охота на разгашнатагис. Будьте мягкими женами. Здесь не работает мягкость. Габбасов, ну, урында болғанда, мен әйтірейім, блядь, Мурзагулов. Ну, я не помню сейчас, о чем там был точно разговор какой, но я помню точно, диалект был хуёвый. Мурзагулов раздавил Габбасова в словесном его поносе. Мурзагулова. Раздавил. Поэтому мин килишмаден, я, блядь, был бы, допустим, в этом дебате с Габбасовым вместе, я бы заебенил бы этого Мурзагулова. Ну, имеется в виду, блядь, в разговоре. Не физически, блядь, в разговоре. Почему? Потому что Мурзагулов топит, блядь, с узкожопами. Не будет хорошей нахуй России, не будет навальнистской России, не будет Ходорковского, блядь, Каспарова, Хуярова,
Ташагова, блядь, не будет их, блядь. Шуну оңнағыз, блядь. Независимый, блядь, Башкортостан, Ичкерия, Дагестан, Татарстан, независимый была. Не нужно нам, блядь, регионы, блядь, пост России, блядь. Там пост пидорасии. Не надо нам этой путинской, нахуй, так сказать, после путинской России. Не надо нам это. Понимаете? И поэтому Мурзагулов, если он, как мне та сказала, типа, вроде он, блядь, нормальный стал туда-сюда. Я говорю, вроде нормальный он. Я говорю, блядь, Опакай, он ненормальный. Ну, она старше меня. Я говорю, он ненормальный. Ну, как бы, можно вот с ней связаться, сказать, дай-ка, давай, выведи мне Мурзагулова, давай поговорим. Зачем мне это надо? Потому что Мурзагулов, если с узкожопами перестал бы топить, там, вытащил бы какой-то эфир, сказал бы, все, я с башкиртами, там, с татарами, все, я с вами. Другое дело. Я не против тех, которые одумались и вернулись. Я не против их. Каждого это касается. Манкуртам особенно. Если вы перестаете топить с русскими, присоединяйтесь к нам. Вот и все, блядь. Меня шундылар гана керек. А если вы топите, блядь, с узкожопами, нахуй не нужны. Топите дальше, без сизнабар сыгып ташлыйбыз. Поймите это. Без сизнабар калдырмыйбыз, блядь, нахуй в таком положении, которое вы хотите. Вы будете жить в Москве. Но бурнығызны, блядь, біз yoqqa qaratmaysiz, блядь. Qaratmaysiz. Chunki biz sizni familiyani bilashak, biz Boshqirdistonda, Tataristonga siz qutag'imda kirmaysiz onda, блядь. Kiritmaymiz sizni onda, блядь. Siz shuni понять должны, блядь. Shularga hozir sizga лучше вылечиться, чем потом, как долбоеб выглядеть, блядь. Как сейчас говорят же, будешь просить прощения на видео, блядь. Ну, это мы хуйней такой не будем страдать, это пусть останется в этой гнилой пидорасии, это дичь нахуй. Поэтому бізге туғанлар объединяться надо. Хватит ссоры из избы вытаскивать, во-первых. Это меня даже касается, блядь. И не нужно, блядь, нахуй хуйней страдать, и нужно идти вместе, блядь. Вместе, блядь, ата-бабалар үшін, блядь. Біз тұрға тиішбіз, блядь, біз бейт башқұрт татар, блядь. Мен еще узбек, он üstüne еще. Понимаете, у меня 3 крови, и я обязан, блядь, это вам донести всем, блядь. Всем моим так сказать, миллятам, нациям. Ну, опять Семен Слепаков вылез, блядь. Слепаков, блядь, где он там, блядь? Его он тоже съебался, да? Слепакова, помните, блядь? Семенчик, блядь. Демография России не поддерживаем. Сколько у тебя детей, как сам поддерживаешь демографию? Или твои дети в ладошки? Ты мне, что ли, вот этот? Он мне, что ли? Альхамдулилля, у меня дети есть, еще, как говорится, хочу. Но пока нормальной жены нет. Матушка земля, все мое родимое, прям на что не погляжу, все пиздец любимое. Депутатушки в Госдумке приняли закончики, чтобы не брали мужички друг дружечку закончики. Ну, это вот вам касается. Из военкоматушки в рученьке повестушка, ой да опускается железно занавесушка. Вот сапушка закроют, там и телеграммушку. И все денежку мы вложим в ядерную программушку. Ким Чен Ынчик и Хамасик, братушки-талибушки, раньше были террористы, а сейчас любимушки. Очень родинку люблю, я не просто ебанько, люблю я, а не просто ебанько. Диктатушки, диктата, вечный президентушка, а эту песенку вам спел Семен Иноагентушка. Ну, пиздец, тушка, блядь. Ну, тужился, наверное, когда писал, блядь, я заебался читать, блядь. Дичь какая-то, ну, блядь, ну, хули. Ну, актуально, наверное, но, блядь, нахуй, понятно. Ну, этому Слепакову тоже я еще раз говорю, блядь, нахуй. Если он думает, блядь, о прекрасной пидорасии, не будет. Так что, блядь, Семен Слепаков, пиши новую, нахуй, песню о том, что Башкортостан и Татарстан, Ичкерия и Дагестан будут свободными. Пиши вот так пиши, блядь.
за нашу свободу. Другие песни нахуй не котируются. Так, идем дальше. Ну вот, опять по именам пройдемся. Опять этот Куштау Байрам, или откуда это? Точнее, ну да, куштауские темы по баймакским событиям. Башкирт омбудсмена Ахмедшин Фатих Исрафилович, читал или нет, я не знаю, Карачурин Вилюр Зиганнурович, Малабаев Айтуган Мухамметович, Мирзин Азат Саматович, Яубасаров Венер Ринатович, Узенбаев Данис Данилович, уроженцы Республики Башкортостан, участники баймакских событий. Институт омбудсмена башкирской нации признает Ахмедшин Фатиха Исрафилович, Карачурина Вилюра Зигануровича и всех, которые я читал, политическим узником на Сияси Туткун. Их заключение имеет явно политически мотивированный характер, является следствием преследования за активную общественную деятельность, выражение гражданской позиции, защиты интересов башкирского народа и Республики Башкортостан. Ну, тут, видите, уже как бы из мухи слона они начали делать дальше больше. Я вам скажу честно, у нас же как бы честное общение. Сияси Туткун дейлер, еще Алянарса Килип Чигараларина. Кому интересно, так, давайте не будем из мухи слона делать. Короче, эти люди были просто засунуты Хабировым. Поймите одну вещь, блядь. Не надо их, блядь, сувать, что они против Москвы. Не надо хуй с маслом, блядь, путать, я не знаю, блядь, с пальцем, путать эту дичь, блядь. Они попались под раздачу того, что, блядь, встали против Куштау Байрама. Фу, блядь, Байрам говорю. Про Куштау, блядь, горы, блядь, этой ебаной нахуй. Этой горы, блядь. Но не против Москвы. Но кому-то нахуй нужно было, блядь, раздуть эту дичь. Хабирову, конечно, мы знаем, блядь. Сделать так, что Хабиров, блядь, вышел оттуда героем, заебенил их, и все, блядь. Это не означает, что они, блядь, как мы, топят, блядь, против Москвы. Переобуться, конечно, никогда не поздно, блядь. Но как? Как им переобуться, если они в тюрьме, блядь? Поэтому Сиксян Кешене говорит о том, что они за уничтожение Москвы, не нужно путать. Не нужно говорить об этом, блядь. Дичь не надо нести, блядь. Вот они пишут, что Сияси Туткунлух туда-сюда уже дичь несут. Туганлар, это называется лицемерие, блядь. Не будьте лицемерами, блядь. Дурысун айтыгыз, блядь. Дурысун в нашу вайрах. Давайте я вам интерпретирую, блядь, суть как тут гласит. Бұларны тыққан Хабиров. Хабиров Манкурт. Манкуртны, блядь, нахуй юғалту юлы. Бұларны юғалту юлы. Манкуртны. Іші бойынша. Просто, блядь, нахуй заработать лычки, блядь, перед Москвой. Вот и все. Остаться на плыву еще лет 5. Или там сколько им положено сидеть на этом кресле, блядь. Башкирии, там, Татарстана и так далее. Вот просто поэтому ему нужны были вот эти действия. Жесткие действия. Если бы ему не нужно было баллотироваться в это место, допустим, он уходит, он бы, может, это и не делал бы. Просто пропустил бы между глаз. Просто сказал бы. И ушел бы. Но из-за того, что ему нужно было второй год, блядь, просидки, вот он сейчас сидит, мозга ебет всем нам, дружит с армянами, блядь, заебало, с армянами дружит. В итоге, что он делает нахуй? Он будет вот таким образом уничтожать за свое, блядь, кресло каждого, кто рыпнется. Поэтому нам нужно быть умнее. Ну, альхамдулля, мы не тупые. Наша задача не церемониться Башкортостан белән Татарстан эшендәге эшләр буенча. Безне сияси тоткынлык и сияси эшләр үстенрәк. Безне цель, блядь, Мәскәүне аудару. Мәскәүне аударырга кирәк. Мәскәүне югалтырга кирәк. Ана шул бездә, блядь. А бу мына шул теге эчке дөнья эшләре бу без өчен мелочь, это, понимаете? То, что их засунули,
они не по той теме шли уже изначально. Я уже, блядь, этот 3-й год говорю об этом, блядь. Изначально нужно было говорить против Москвы, ляпнул и съебался, блядь. Вот это было бы дело. Вот как Айтуган их друг, блядь, этот певец, нахуй, гитарист, как там, блядь, Жерше, блядь, съебался в Америку. Вот из этой темы надо было делать. Но оны boshqa ishlarda шығып қойды, блядь. А бұлар утра. Вот и все, блядь. Поэтому, когда речь идет о том, что, блядь, нам, блядь, их сейчас хотят переделать под какую-то сияси тұтқынлық, поймите одну вещь. Сияси тұтқынлыққа бүтін нәрсе кіруге может, блядь. Бүтін әйбір, блядь. Агент, инагент, блядь, все сейчас, ляпнул что-то, все, ты, блядь, тут сияси тұтқынлық. Бүтін әйбір кірәшәк ол нәрсекеге. Но бұларны сути, Мәскеуге қаршы түгіл кішілер бұлар, блядь. Поймите это. Башқұртстан үшін үзілгенлер, блядь. Понимаете? Но бұл біздің ішіміз түгіл. Бұл ішкі Башқұртстан іші. Мы это, как говорится, понимаем, это мы принимаем, но мы смотрим это с другой стороны. Как мы смотреть должны? Бізді башқұртларны утыртып, Хабиров, издеваться етті бізді халықтан. Біз Мәскеуге қаршы бола тұрып, национальный движение көтере тұрған халық, халықны көтереміз бетені біз әйме. Халықны көтеруші кішілер, башқұрт білән татарны уяту нәрсесі білән мына шұғыланамыз бетінде. Бізге бұл нәрсеке как бы ни боком ничего не дает, по идее. Но мы как раз-таки должны это озвучивать в таком понимании, что вот гнобение наших национальных, так сказать, дружины, можно сказать, их, я не знаю, за горы, которые топили, вот за это мы можем это квалифицировать, блядь, эту тему таким образом, что нацизм против народов идет полного масштаба, блядь. Вот примерно вот так мы должны это доносить людям. А не то, что, блядь, их засунули, блядь, они были нахуй, как бы, блядь. За что они были-то, блядь? За гору, блядь. Не нужно их, блядь, ставить нахуй выше чего-то, блядь, которого они не делали. Нахуя баламутить людей, блядь, обманывать. И им еще вешать какую-то дичь, которую они не делали еще. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, их нужно оставить в таком темпе. Наше спасение для них будет, точнее, для них спасение будет только тогда, когда мы, получается, разъебем Москву. До этого вы ничего не сможете им сделать, потому что вы не идете на нашем пути. Вы боретесь с узким миром, блядь, с адвокатами, я до этого на днях читал это, адвокатами туды-сюды. Вы хуйнёй страдаете, блядь. Понимаете? Это не работает так. Бізді, допустим, сияси дейт болмайды бұны, блядь, бізді конкретно мына шу, сиясийный, политический, но, блядь, но бізді ішіміз, блядь, Мәскеуні аудару іші, блядь, бұл сиясат дейт болмайды мұны, блядь. Потому что бізге сиясат, как бы, в данный момент, как бы, не интерпретируется как-то, блядь, по нашему движухе, блядь. Біздің темамыз, блядь, политический десяк, сиясат, блядь, не в тему, понимаете? Потому что, блядь, политически развалить, что ли, мы идем в Москву, блядь? Нахуя, блядь? Мы идем вживую их физически разъебать, блядь. Понимаете? Мы не политические, нахуй, по идее, люди, блядь. Нам, нахуй, эта политика не сдалась, блядь. Нам система, как говорится, наша система какая, я считаю? Просто убрать Москву с горизонта, блядь, нашего. И вернуть, блядь, свою луну, так сказать, Башкортостана, Татарстана, вернуть свой, как говорится, свои земельные, блядь, принадлежности, нашим, как говорится, господство должно быть, блядь, на наших землях. И вот этим самым доказать людям, что, блядь, нахрен, вот эти движения, их движения, это просто движение внутри именно республики. Не касаемо Москвы.
Поэтому мы должны это как-то вот так озвучивать, а не так, что политические узниками сияси тот конлог. Политические узники чего, блядь? Кого, блядь? Понимаете, блядь? Поэтому оно никак с нами не интерпретируется, блядь. Но наша помощь, само собой, если мы за народ же топим, прямолинейно касается этого. Если наша помощь, вот, допустим, уничтожить Москву и так далее, и когда освободим мы, получается, тюрьмы и так далее, вот это будет, да, вот в нашем репертуаре это должно быть. Вот как-то так. Потому что я же всегда говорю, что зинданларны ошырға, блядь, кіргәшік. Вот как в андижанские движения. Почему андижанские движения, блядь, у меня в воспоминаниях не забываю я его, блядь. Как вспомню, блядь, сука. Именно открыть зинданларны, блядь. Все тюрьмы открыть сразу, автоматом, блядь. Почему? Потому что вопрос им будет прямолинейный, блядь. На Москву идешь или нет? Нет, нахуй, закрыть нахуй, блядь. Идет, взять, блядь. Не идет, иди нахуй, сиди пока. Вернемся, разберемся. Только так. А вот этих 80 человек, блядь, я считаю, забрать сразу. 80 человек, блядь, уже один раз высунулись, их забрать сразу. Забрать на Москву, блядь. Аламını oluşsun, блядь. Амını çıkarışsın Москваны, блядь. Вот за это нахуй их забрать, блядь. За то, что они сидят в данный момент, блядь. За это они мстить сами должны, блядь. Флаг в жопу москвичам, блядь. Должны засунуть они лично сами. За то, что они сидят. А, главное, еще Хабирова они должны за яйца повесить. Вот им мы предоставим это, кайфовать пусть будут они вот от этого. Вот эти все Ахмедшины, Карачурина, Малабаева, Мирзины, Яубасаровы, Узимбаев, вот эти уроженцы Республики Башкортостан, вот все. 80 человек, здесь 10 человек примерно. Идем дальше. Как в каждом городе и в районе Башкортостана существует комиссия по постановке на воинский учет. Ну вот видите как. Хабиров это черт, блядь, нахрен, конкретный, блядь, который прислали с Москвы, чтобы уничтожить башкорт, блядь, татарны, блядь, внутри. Урысларга урын әзірлеймі, яхутларга урын әзірлейлермі, эт білсін кімге олар урын әзірлей, блядь. Но біз олардан хитрыйрақпыз, блядь. Похуй нәрсе әзірләсінләр, блядь, нахуй. Біз өзіміз нәрсе әзірлейбіз, бүтін жерлерні, допустим, олар бәләкей Башқұртстанны битіне сігәлер, бәләкей Башқұртстанны. Ә біз Башқұртстанны зурайтамыз. Мына шу яқтан олар не поймут этого. Они не смогут что-то сделать. Поэтому біздің нәрсекей диапазон, да, так сказать, вот этого ресурста бар Башқұртстанны зурайту имканияты бар. Башқұртстанны біз зурайтсақ, біз бұларны, грубо говоря, блядь, 10-кратно сіккен боламыз. 10-кратно, блядь. Почему? Потому что бұлар аңқаулар бет енді, улилар только Башқұртстан іші біләнгені улилар. Ну, вы можете сказать, ну, бүтін Рәсейден біз жіберәлер. Понятно, бүтін Рәсейден жіберәлер, блядь. Но Башқұртстан, ул бәләкей в данный момент, в нашем понимании. А если его моими глазами видеть, какой он большой, блядь, будет в дальнейшем, то они, как сказать, блядь, в стоге сена только ищут иглу, так сказать, в данный момент. А в дальнейшем эта территория, когда увеличится, блядь, мы победим 10-кратно. Вот как-то так вот. Не знаю, как это правильно интерпретировать, но примерно вот так. Ну, надеюсь, я донес свою мысль. Глава республики подписал указ по всей территории Башкортостана. Вот видите, будут работать специальные комиссии с участием местных чиновников, военкоматов и врачей. Документ опубликован 13 января. Также утверждены составы призывной комиссии и перечень медицинских учреждений, где будут обследовать молодых людей призывного возраста. При этом во многих населенных пунктах Башкортостана до сих пор нет нормальных школ, детских садов и больниц, зато комиссии для воинского учета, чтобы гнать жителей республики на войну, находятся везде и без проблем. И 8 комментариев есть здесь. Давайте прочитаем. В деревне, где живут 15-20 человек, а то и меньше, тоже детский садик, больницы нужны, да? Илья какой-то пишет. Вот, черт, даже там
какой-то черт сидит, блядь, нахрен. Я просто херею, блядь. Ему ответили, да. Нет таких башкирских деревень. Школы и больниц не то, что до сих пор нет. Оккупанты и их местная администрация закрывают уже имеющиеся. Начавшиеся во время Хамитова оптимизация школ в селах продолжается и поныне. Не знаю, мы говорили о военном, блядь. Тут в комментариях вообще дичь другая идет, блядь. Пиздец, да. Вот вся суть рашистов. Для них это повод для смеха. Вы никогда не поменяетесь, поэтому мы не хотим жить подальше от тебя подобных. Ему уже ответили, да ладно, уверен? Да не путай с деревнями Центральной России, которые ваши власти благополучно практически все уничтожили. У нас деревни живые пока еще, слава Аллаху. Прикинь, или там не люди. Ну, у них, короче, сыр-бор, короче, свой, но я вам одно скажу. Мактаптар юг, понятно, мы же знаем же это, что Мактаптар юг, как бы это не надо как бы здесь придумывать велосипед надо, сори. Мактаптар юг, это понятно, поэтому комиссариаты будут гребсти до тех пор, пока вы будете молчать. Вот вам это причина не молчать внутри. Вот что они сделают? Вот что они сделают? Допустим, Уфимский военкомат. Собралось, допустим, 1000 человек. Сбунтуйтесь. Просто сбунтуйтесь. Сделайте бунт. Просто бунт и все, блядь. Как здесь говорят в Европе, саботаж. Саботаж. Сделайте саботаж и все. Заебеньте сразу, блядь, все подряд. Что можно, что нельзя, блядь. Всех нахуй порешайте там, блядь, на месте в Уфимском военкомате. И все. И не отходите оттуда. Не отходите оттуда, блядь. И там оружейка, все должно, я думаю, должно быть, что-то должно быть там. Все. Держите, блядь, позицию. Что они сделают? Что они сделают? Придут разъебывать вас, блядь, танками или что? Или как Каримов придет, заебенит Путин вас всех? Как будет? Как вы думаете, блядь? Вы просто скажите нахуй. Идите нахуй. Не хотите, блядь. Вот и все, блядь. Сделайте так. Хоть может какая-то причина будет. По-другому никак. Вы делаете, знаете, какие движения? Соғышқа бараларда. Соғышқа барып алғаш, потом видео жаза башлайсыз. Мында соғышта болдық. Мында, блядь, соғыш, блядь, бізді итке жіберәләр. Ит ясыйлар бізден, блядь, мясорубка, әллә нәрсә, нахуй, блядь. Сіз оны Башқұртстан ішінде яшәгіз, блядь. Если вы уже достигли, блядь, военкомата, блядь. Сделайте там бунт, блядь. Это не тем, которым там 30-50. Всем это касается. От 18 лет, блядь. Вы думаете, что, 18-летний на войне не участвует? Тоже участвует. Просто мы не знаем. Кто куда забирает на мясо, блядь. Неизвестно, блядь. Кто умер, кто не умер, блядь. Поэтому это от 18 лет и выше всем это касается, блядь. Бунт поднять. И все вернитесь домой потом. И все. Если вам придут по домам по одному опять цеплять, блядь, очнутся они и придут вам, блядь, как стало Сыновым за 80 человек, блядь. В этот момент скооперируйтесь, блядь. Дайте отпор, блядь. До каких пор вы будете терпилами, блядь? Но это не надо делать 80 человек там, или там Алсынову там 7 человек, 7 тысяч человек вышло. Уже не 1000 должно быть, а минимум, блядь, 10-100 тысяч. Вы должны вот так бунтовать, блядь. Вот Иран как бунтует, блядь, сейчас? Примерно так вы должны делать, блядь, если вы какую-то движуху хотите, блядь. А так, если манкуртлар, ладно, блядь. Вот обычный народ даже, который не манкурт, блядь, себя чувствует не манкуртом, идете, просто умираете, блядь. Нахуя, блядь? Кого вы боитесь, блядь? Вы Аллах Тағаламны қорқығыз, блядь. Аллах Тағаламнан гына қорқығыз, блядь. Урыстан қорқмағыз. Только Аллах Тағалам гына сізге берген может такую, как говорится, на том свете, блин, возможность попасть в Джаханнам или Джаннатке. Только этот. А Путин вам что? Путин вам посылает только Джаханнам.
какой-то дебилизм, блядь. Я не знаю, блядь. Сука, я же говорю, сука, об стенку долблюсь, мне кажется, порой, блядь. Говорю, блядь, об стенку. Идем дальше. От удара по Ирану Трампу отговорили Саудовская Аравия и Катар и Оман. АФП сообщает, что стороны Персидского залива предприняли настойчивые и отчаянные дипломатические усилия в последнюю минуту, чтобы убедить президента Трампа дать Ирану шанс продемонстрировать добрые намерения. Кино, блядь. Дичь какая-то, блядь. Европа полна решимости спасти Гренландию от Трампа. Финляндия направит на защиту острова. Норвегия также выделила 2 военных, от Великобритании полетит 1. Германия собирается послать 13 человек, а Франция целых 15. Также своих бойцов отправляет Швеция, Канада и Нидерланды. Количество пока не уточняется. Ну, я вам количество, я вчера только читал где-то, блин, там 15, 13, 8, 7, 5, 6, 0, 1, блин, 0 в итоге. Ну, короче, в итоге вроде бы, блядь, 18 или 20 человек только полетят, блядь. Вдруг, блядь, телефон хотел сказать, вдруг, блядь, самолет не выдержит. Блядь, 20 человек отсюда поедет защищать Гренландию от американцев, блядь. Дичь какая-то нахуй, сука. По всей Европе 20 человек. И вот после этого подумайте над тем, как вы хотите получить отпор, как говорится, от Европы. 20 человек поедет вам в Украину помогать. Или там нападут, допустим, на Европу, тоже 20 человек встанет там, блядь, в Польше, блядь. Понимаете? Это просто дичь какая-то, блядь. Просто хуйня какая-то, блядь. Россия продолжит последовательно добиваться своих целей в Украине, заявил пидорас этот, блядь, наш. Наш пидорас что-то заявил. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей. Вместе с тем, и еще раз подчеркну и прошу, не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей. Вместе с тем, и еще раз подчеркну и прошу, не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей. Вместе с тем. Блядь. Вроде, что так думают долго, блядь? 2 раза, что ли, прослушали? Короче, чуть не уснул, блядь, что ли, блядь, от его разговора, блядь. Хуйня какая-то. Ну, этот пропоносил что-то. И что с этого, блядь, нахрен? Добивание целей, это значит добивание башкиртов и татар, блядь. Вот добивает он наш народ, блядь. Там и другие какие-то еще народы. Вот этим добиванием он занимается. И еще добавок добивает украинцев. Заебись, блядь, жизнь, да? Вот хорошо живете, блядь, однажды. Наконец-то, блядь, дошли до него. Ну, вот этот Худжа Насреддин наш, узбекский. Что он говорит там? В Ташкенте слово Соловьева про нашу Азию восприняли крайне раздраженно. Профессор Шерзатхон Кудрахуджа объясняет произнесенные публично репетиции действий окно Авертона сдвигает посредством телешоу. В парламенте заявили, что эпоха старших братьев закончилась. Депутаты напоминают, границы – это честь и достоинство, и любая угроза независимости встретит единый ответ. Ну, он, конечно, там до хрена что сказал, здесь очень больно коротко сказали. Он очень много что там сказал, где-то я его видел.
в Фейсбуке где-то встречал. Целый километр написал ответ он Соловьеву. Ну, красиво заткнул, базара нет, он в последнее время хорошо говорит, короче, узбеков. Молодец. Ну, уважаю таких людей, которые не молчат. Поэтому каждому узбеку берите пример вот с него. С меня не надо брать, блядь, я больно матерюсь, а он красиво излагает свою речь. Вот берите с него пример и красиво ебите Москву. Ваша задача уничтожить тоже Москву, чтобы вы не скитались, не ходили в Москву, не убирали снег нахуй, вот, вместе с таджиками, блядь, потом не издевались над индусами, а просто сидели дома у себя и смотрели по телеку, как индусы чистят снег в Москве. Просто сидите дома и угорайте, блядь. И не надо, блядь, там ходить операторами, нахуй, так сказать, блядь, ЭВМ. Этого, блядь, проекта, блядь. Республика Юртон. В Астане не стали поднимать Соловьева до ранга внешней угрозы. Депутат Айдос Сарым сравнил его с комаром. Чесать – да, стрелять – нет. Ответ на уровне журналистов и политологов, а если зуд не пройдет, чемодан, вокзал, персона нон-града. Чем громче Москва машет зоной влияния, чем длиннее станет казахстанский список невъездных. Ну да, этого ублюдка, так сказать, коротко и ясно ему тоже сказали, но тут тоже коротко, он дохуя что-то он говорил тоже, это Айдос Сарым, вроде он говорил до хрена. Тоже коротко что-то, блядь, изложили. Больно не хотят мусолить, блядь. Странно, почему не мусолят? Очень странно. Идем дальше. Ну, опять. Давайте вспомним, как народ выступал за Фаиля Алсынова. Ну, с Новой Уренгой, разные, с разных земель и так далее. Блин, опять остановлюсь на нем, если уж увидел. Давайте. Ну, свободу башкирскому активисту Фаилю Алсынову. И так далее. Ну, я вам чего могу сказать? Ресейде, в этой хайванской, блядь, стране, bu narsalar o'tmay, блядь, аңлайсыздар ошоны, yo'qmi, блядь? Bu narsalar yurmay уже. Siz tigi qadim zamonda erta gapirish kerakmi sizlarga bilmayman, блядь. Сказку вам надо рассказывать. Это уже не работает, блядь. Поймите, блядь. Выходят с листовками, блядь. Мне Кашапов заебывал, чтобы я вышел с листовками. Фарид Закиев заебывал, выйди с листовкой. Нахуй мне это надо, блядь. Дичь это, блядь. Туганлар, bu не работает. Исталикка гана qolar, блядь. Мына шулай кыягаз, блядь. Путин Кутакбаш. Допустим, шундай кыягаз менен чыгасың да, шулай турасың, блядь. И что? Сеңа киши карап, күлүп кетесиңдер. Бу иш түгел, блядь. Бу иш түгел, нахуй, туганлар. Нужно выходить с оружием на Москву, блядь. А не под этими бумагами, нахуй. Нахрена эти бумаги, блядь? Дичь, блядь. Поэтому свободу Фаиля Алсынова, которого уже обязательно должны были посадить, это не работает. Вот если вы вот таким образом толпой выходили бы, вот такой толпой выходили бы, вот так вот, толпой выходили бы и говорили бы, мы идем на Москву, я бы с вами шел бы. Понимаете, вот легко и просто же это, блядь. Вот с такой толпой выходите, группируйтесь, собирайтесь за границей только, не внутри. И мы идем с вами на Москву. Хоть там проблема есть. В чем проблема? Проблема в вас. Проблема в вас. Листовки вы хотите поднимать вот так. Где вы сейчас, вот эти писари, блядь, ватманга yazып шыққансыз, бумагаға yazып шыққансыз, қоя сіз қазір? Сіз қоя. Алсынов утра. Не файда сіздің бұл болды? Файда болды ма? Жоқ. Істеу сігілді ме? Жоқ. Файда жоқ, блядь. Файдалы іш-іштерге керек, блядь. Американцы захватывают уже 6-й танкер теневого флота России, который вез нефть из Венесуэлы. Да заебали уже, нахуй.
Да пусть, блядь, прям все пусть заберут. Нам да чё, блядь, буганlar? Бізге нәрсе. Бұл мындан бізге айтам бит сізге салқынмы, ісімі, блядь, бізге нәрсе. Так. О, блядь, опять какая-то дичь. Сейчас прочитаю. Ну, покажу фоточки. Карагас, блядь. Ну, позор туголь мне, да, ну, мелко очень, крупно не покажется, но я вам сейчас прочитаю. Короче, тут на рисунках эти наши манкурты собирают, блядь, припасы, соленые огурцы и всякую дичь, нахуй, отправить на СВО. Читаю. Сперва снизу почитаем, на рисунках что написано. 170 гумконвоев, более 19 тысяч тонн груза доставили в зону специальной военной операции из Башкортостана. 19 тонна, блядь. Ул дегені бір вагон. Вагонда 20 тонна. 19 тонна мында, да? Охренеть, блядь. Военная операция из Башкортостана. В сборе гуманитарной помощи, которую мы отправляем нашим бойцам, участвует без привлечения вся республика. Сейчас продолжим. Где остановился? Крупные предприятия, предприниматели, простые жители. Нашу простой жительлерден толысыз хайванлар, блядь. И, конечно, волонтеры, которые оказывают беспрецедентную поддержку фронту. Один только волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, блядь, тошнит это даже имя, блядь, произносить, насчитывает более 20 тысяч человек. Его отделение есть в каждом муниципалитете. Это наша самая многочисленная, но не единственная добровольческая организация. За прошлый год шаймуратовцы сплели 35,7 тысяч маскировочных сетей, отшили 73,8 тысяч изделий, включая 10,5 тысяч защитных костюмов и антидроновых одеял. Залили 71,5, ну дальше уже вычеркнута суть. Теперь суть. И добавлю свою тему. Карагас. 35,5 тысяч маскировочных сеть. И к чему надо придраться? 73,800 изделий каких-то вещах. Отшили изделия. Ул дегені 73 мыңны в каком-то промежутке отшили. 73 мыңны. Теперь улявыз енді. Которые мне говорят потом, Башкортостанда ульді 7 мың кіші, блядь. Елана. Аңладыңыз ма енді қазір? Қазір теперь вы поняли, что можно конкретно уже утвердить, что Башкортостаннан 100 мыңнан артық кіші онда бар. 7 мың кіші үліру хуйня, пиздеж. Аңладыңыз ма? Қазір мы можем утвердить, что Башкортостаннан 100 мың кіші точно үлген. Чунки шул 73 мыңны отшили, говорит. Значит, они отшили на каком-то промежутке. Не в год же это говорится, она же не в год говорит, не в годах идет речь, а на один промежуток отправки. Это получается месяц один раз, наверное. Каждый месяц они отправляют. Там, или может 2 месяца один раз. Но вот эти Осхын районы, хайванские Осхын районы бар бетет, олар чуть ли har отна жибералар, блядь. И шулардан улағыз енді. Значит, 73 мың дегені ол бір отправка деген кеткен болса, значит, Башқұртстаннан кәміді 500 мың кіші соғышта. Кәміді 500 тысяч людей минимум, так сказать, не максимум, минимум с Башкортостаном там служат. 500 тысяч. Это так, я поверхностную цифру я говорю.
Татарстан также. Мы еще не знаем в Татарстане сколько отшивается. Татарстан, имейте в виду, побольше Башкортостана. И не надо говорить, что там меньше. Одинаково Белорга может, но не меньше. Понимаете, да? Поэтому Башкортостан на Татарстандан минимум по 500, если ушло, миллион только там, оттуда только служит. Вот и думайте после этого. А башкортлар үзләре 1,5 миллиона. Башкортлар үзләре 1,5 миллиона дөньяда. Или там Башкортстан içinde. Шулардан 500 меңі кеткен. Ну, понятно, енді оның ішінде орысы да бар, бүтінісі чуваш, татар, бүтінісі бар оның ішінде. Башқұртстанда микс енді. Татарстанда да микс, блядь, шуқынғаннан башлап, блядь, бүтінісі бар оның ішінде да. И вот и думайте после этого, что сколько человек и на сколько человек отшивается. Какого черта они будут отшивать 73 тысячи? Понимаете? Вот от этого уже можно излагать, сколько народу там служит и служило. Почему отшивается? Потому что уже исчезли эти люди. Вы не думаете, что они износили то, что они отшили? Нет этих людей, поэтому отшивается. Прибывают новые, поэтому отшивается. Понимаете смысл какой? Как говорят же, текучка, текучка. Вы думаете, что? 76 мың тігілді, и ол кешелер қоядыр юғалдылар, или онда шунда ішілделер. Yok. Олар яртысы явно йота, жерде уже, әлі қоша. А яртысы инвалид, и яртысы еще какой-то части служит. Так сказать, дослуживает свои дни, предписанные Аллахом. Так что вот так вот. Мерзкий и циничный ублюдок Ради Хабиров продолжает втягивать население Башкортостана в войну, которую они не выбирали. Он гордится тем, что в каждом районе республики созданы волонтерские штабы, которые плетут маски-сети, заливают окопочные свечи, собирают продукты для фронта у и так бедного населения. Ну, битайте Птурамсызга. Вот. Bütün, блядь, хоршықлардан жиялар, блядь, соленые огурцы, да и варенье закруткаларын. Bütün ошарғана жеберелер фронтқа. Бұл нәрсе 41-ші соғыс мені енді 45 бет ашлық заманы түгіл, твоематлар, блядь. Шулай бұламын енді, а? Бит бар ма? Бит, блядь, вообще. Мұнда бит бар ма сізді, блядь, а? Фейс контроль, блядь, а? Хабиров, конечно, все прекрасно понимает, и характер войны, его перспективы, но он в одной лодке с Путиным, и тонуть будет тоже вместе с ним. Жалко наше население, республика, которая своими руками продлевает эту войну, и как бы это ни звучало парадоксально, помогает тем самым, чтобы убивали их же родных и близких, воюющих в Украине. Это же как 2 + 2 = 4. Чем больше вы продлеваете войну, тем больше умрет на этой войне ваших близких. Им, видимо, мало 10 тысяч погибших Башкортостана. Пиздеж. А сколько надо погибших, чтобы было немало, и чтобы вы осознали 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч? Когда же вы прозреете, наконец? Менің айтқан 7 мыңны 10 мың деп енді айтады. Туғанлар, давайте вот эту тему конкретно сейчас как бы поставим пока точку, не закрывая. 10 мың түгіл, блядь. 10 мың түгіл, блядь. 100 мың деп сөйлесеңіз, я поверю. 100 мың өлді десек, смело мы будем правы. 100 мың. 10 мың, поймите, 10 мың это может первый год умерло. Вот первый год 10 мың, вот первый, 22 год может 10 мың өлгенді. Но қазір уже елына 100 мыңнан До этого, кстати, как раз таки я вам до этого читал, в день умирало по 1030 человек, написано, да? Английская разведка. По 1030. Если в день по 1030, разделите этот день, я когда-то еще такую фиговую математику проводил с вами в других эфирах раньше, 1000 человек
поделите на регионы и умножьте на месяц, и умножьте на год. И примерно получается вот столько дичи умирает в день, и в год, и в месяц, блядь, на часы, блядь. В итоге вот его потом, вот этот весь годовой ремикс, так сказать, блядь, всех регионов, разделите на регионы. Вот и все. И имейте в виду, регионы у нас и вот такие есть, блядь, нахуй, и вот такие есть. И объемный отход, блядь, людей есть, и необъемный уход людей есть. Поэтому это тоже учитывать надо. И шуның белән һәммәсен килештерә торган булсак, килеп чыга, что безнең регионнар, особенно мусульманнар регионнары, бу сугышта үлә күбрәге. Ну и добавим бурят белән якутлар, они вообще утилизируются тоже. Так что они, как и не хоть и не мусульмане, их за людей не считают, блядь. Понимаете смысл? Их вообще за людей күрмиләр. Олар кеше түгел бу урысларда. Отбросы общества, блядь. Потому что ебенях они, из ебеней, рабы из ебеней, которые там Москва не доедет до них, блядь. Как они их, блядь, экспансировали, я не знаю, как их они захватили, блядь, хуй знает, блядь, как это происходило. И история, блядь, остается загадкой пока еще для меня. Короче говоря, что я хочу сказать. Людей, не миллион даже погибло, мне кажется, блядь. 2-3, блядь, подохло, мне кажется, столько подохло, я думаю, блядь. Миллион это уже для меня как семечки, нахуй, стало. Миллион это хуйня, блядь. Понимаете, 4 года разделить на миллион как-то не сходится, блядь. Понимаете, на миллион не сходится. Вот 2 ляма на 4 года растусить как-то нормально, я думаю. Потому что только если добавить тут пригожинские, блядь, мясо, Пригожин сам орал, 25 тысяч, говорит, положили. Одни сутки, 25 тысяч. Один замес, 25 тысяч. 25 тысяч пригожинский замес. А таких боев сколько там? Начиная с Харькова, заканчивая, блядь, нахрен, края Крыма, грубо говоря, до Одессы почти они, блядь, могут дойти, я не знаю, блядь. Вот этот круг, так сказать, блядь. Вот этот круг ебучий, давно не смотрел, где они, блядь. Это карту надо посмотреть, где они находятся. Грубо говоря, вот этот овал, так сказать, дуга, блядь, Дугин. Сколько боев открыты? Вот каждый бой посчитайте по 25 тысяч. Если Пригожинский бой, это 25 тысяч вагнеровцев. Вот и думайте, значит, один заход на мясо, и еще мелкие мясо есть. Помните, говорят, мясо 50 человек зашли, 2 остались. И они снимают видео. Ой-ой-ой-ой, 2 только мы остались, блядь. Опомнились, блядь. И то в плену потом еще где-то они. И в итоге получается, вот таких от 50 мяса, 50 групп, 50 людей, до 25 тысяч, блядь, заходов, вы и думаете после этого, сколько в день там умирает, блядь. Поняли, да, смысл? Иллидан 25-ке хатлы хисапны үзегез уже в уме, подумайте, где правда, где ложь, вы сами поймете. Почему? Потому что каждый заход, так сказать, стыковка вот этого захвата по этой дуге, получается за сутки, наверное, я думаю, допустим, 10-20 заходов, если минимально, я считаю, может 50 заходов. И вот и думайте после этого, сколько убийств происходит, блядь, простого вот этого манкурского населения. Поэтому, как бы, когда вы это говорите, что Украина тоже умирает и так далее, но Украина, я думаю, в таком количестве по захвату, потому что они не захватывают так, вот как они, блядь. Они же не идут, блядь, очистка города делают, блядь. А эти идут. Получается, после того, как они заходят на мясо, а украинцы, получается, отбиваются,
у украинцев нету столько потерь, потому что у них работают дроны. И дроны работают так, что вот этих ебучих, блядь, орков, так сказать, блядь, которые идут, блядь, на пролом, блядь, их умирает больше, потому что дроны работают, блядь, намного лучше людей. Недавно я даже слышал, что дроны, блядь, где-то, блядь, я читал, если я не ошибаюсь, дроны, блядь, сколько-то кратно, блядь, оказывается, уничтожают людей. Дроны, оказывается, очень хорошо показали вот именно на украинской войне работу, хорошую работу. Работоспособность войны показала, вот эта украинская война показала очень жестко. Ну, имеется в виду, они вышли до конкретики, что это работает. Вот как-то так, блядь, я не могу сейчас точные слова сказать, что было написано, но, короче говоря, примерно поняли по мыслям. Вот эта дроновая, блядь, атака спасает людей, но уничтожает в то же время, там, хуй знает, трехкратно, блядь, пятикратно, ну, свой диапазон уничтожения. Жестко, короче, понимаете? Получается, тут живые люди, а здесь как бы всего лишь техника, изобретенная этими же людьми, так сказать, живыми, да? Получается, там не умирает человек, не душа умирает, а металл просто рассыпается в дребезги, а люди в мясо. Вот и все. Поэтому башқұрт татарларға мен әшінәм, білесіз бе? Мен әшінәм, как это по-татарски будет, үкінәм будет, я не знаю. Блядь, я не знаю, дичь полная вы творите, я вам скажу, блядь. Как вспомнишь, блядь, тяжело аж становится, знаете, блядь, как вспомнишь, что менің башқұрт һәм татар халқым просто так өліп кетті. Просто так өліп кетіп бара, и вроде бы им доносишь это, но они не хотят это видеть. Такое чувство, что они не хотят жить и хотят просто умереть. Вот моей, блядь, мозговой штурм головы, я считаю, что они просто хотят умереть. Вот вы просто хотите умереть, блядь. Вы не слышите, блядь. Вы просто не слышите, прям печально, блядь. Это ни в какие рамки не влазит, что вы, знаете, вот, смотришь, вот здесь, да, вот сейчас тоже вот сидел чувак, сосед араб, вроде на арабском пиздел или на каком он пиздел. Вот у них нет войны. Я не знаю, где-то есть война, где-то нет. Палестинцы, не палестинцы. Приперлись. Вот даже они почему-то сюда приперлись. Нет войны даже приперлись. Нет войны приперлись. А вы, живя, блядь, в этой ебучей войне, вы не можете, блядь, свою жопу спасти. Почему до такой степени вы никчемные, блядь? Так можно, что ли, блядь, родиться и не любить себя, блядь? Аллах Тағала бізге айта, ғұмыр озағына қатлы яшарға сен ұмтылырға тиішсің, блядь. Өлмәске сен тиішсің, сен тиішсің, блядь. Потому что Аллах Тағала бізге айтқан өлмәске, буққа-юққа просто так, блядь. Чем он нас создавал, для чего, блядь? Мы что, просто букашка, что ли, которая сегодня есть, завтра нет? Для них Аллах Тағала это сделал. Вот, допустим, комар укусил, нажрался и сдох. Это система Аллаха. Но вы же не из комара системы. Понимаете? Не комар вы. А мы без кеши, без очень трудный, изобретаемый наш всякий, так сказать, кеши. Так сказать, Аллах Тағала нас очень трудно изобрел. А вы себя не щадите вообще просто, блядь, нахуй, и труп нахуй. Понимаете, вы что, идиоты, блядь? Это же, понимаете, такую схему Аллаха вы уничтожаете. Вот даже кончиков наших кожи вы не можете, не способны это создать, и вы это уничтожаете. Без спроса Аллах Тағала. Аллах Тағаламнан сіз сұрамайшы барасыз бұл соғышқа. Бұл хат түгіл бұл.
Sizga ruxsat berilmagan bu so'g'ishga. И идете вы. И самое печальное, что sizni otangiz bilan onangiz shuni anglamay biladi. Ni uchun sizni ular tug'ib 30, 40, 60 yoshga qadar o'stirgan biladi. Shunday ongira baranlarni o'stirganmi? Ongiralarni chiqarganmi? Otang bilan onam. Men shularga anglamayman. Ni uchun siz shundaysiz? Mana men ketib borganda Ankaga aytdim. Menga ketirga kerak dedi. Opaga da, "Shu men ketam" dedi. Xotinga da aytdim, "Ketamiz" dedi. Shu men dedim, "Вот категорически men ketam" dedim. Потому что birinchidan men musulmon. Men bu so'g'ishga bordim dedim. Ikkinchidan bu so'g'ishda men o'lmayman dedim. Если меня суждено где-то умереть, значит, на другой войне, иншаллах. Но не на этой войне. Вот поэтому вы должны примерно хотя бы вот так думать. Спасать свою жопу, в конце концов, если вы не можете противостоять этой системе. А вы не можете противостоять, блядь. Как и я. Я один. Но вместе мы могли бы. Но вот это вы должны, ну, как сказать, блядь, я не могу сказать даже это. Что? Минем Энке bilan opa ishda, что они не манкурты. Они манкурты такие же. Но почему-то ведь, блядь, Аллах Таалам bergan bit bizga aql har bir bizga. Sen bit Ankang bilan otangni quloq solmay sug'ishga ketib borasan. Или quloq solib ketib borasan. No senga bit ongni Allohim bergan, sen bit ong bilan tug'ilgansan. Ongni это olgansan, блядь. Ong, вот это, как это, блядь, по-русски говорит? Ong, блядь. Ong это ум, наверное, блядь, я не знаю, блядь, как это перевести, блядь, правильно. Я его понимаю, что это такое, но перевести я не могу, блядь. Ong, что такое, блядь? Наверное, ум, наверное, это, блядь, наверное, так, блядь, перевод. Поэтому вы должны, поймите, вы должны, так сказать, донести своим родителям, женам, особенно, блядь, этим пидораским женам, блядь, которые вас за деньги отправляют на войну, блядь. Вот в этот момент вы не должны быть, блядь, под каблуком, нахуй. Если вы по жизни подкаблучный, блядь, забейте хуй на все, блядь. Надо будет, разведитесь нахуй, блядь. Пизду, блядь, нахуй такую жену, блядь, которая тебя отправляет на войну, блядь, ради денег, блядь. Поэтому завязывайте этой хуйней. Просто завязывайте. Вы сами себя, издеваетесь над самим собой. Жестко салкын была вошла дуслар, короче. Наверное, потихоньку... время 2, что ли? Пиздец, блядь. Время 2, блядь. Охуеть. Время 2. Ну, посидим еще. Так, чуть-чуть, и потом, наверное, отвалим, потому что я уже охреневать начал от холода здесь. Сейчас, постойте-ка, гоняю, может, дверь закрою, блядь. Может, кто-то еще открыл. Сейчас приду. Момент, вот. I'm cold. Too much cold. Yeah. This cold is good. I am cold. It's not good. Блин. Охренел, блин. Короче, да, дверь была открыта вовсю, бля, я его закрыл, блядь. Да, тумурга можно, улерга можно, да. От холода, блядь. Все-таки, блядь, север это, блядь, это не Португалия, блядь. Так что, блядь, Португалия, блядь, побывали, теперь уже на холоде сидим, блядь. Блядь, корабль нахуй. Здесь сейчас, секунду, сори. Я накрою ногу, блядь. Ояқтыңа, блядь. Нықсолтым, блядь, сегагина, блядь. Потому что этот металлическая хуйня, это же корабль, блядь. На корабле, блядь. Моряк.
недоделанный, блядь. Что за дичи, блядь, сидят тут? Всякую хуйню пишет. Так, 17 человек в ТикТоке, 6 человек в Ютубе. А, кстати, сейчас я перезайду в Ютуб. Быстренько выйду и зайду. Сейчас я